еще раз по распорядку нашего сегодняшнего дня проведения. Мы также продолжим семинар для глав муниципальных предприятий. Сегодня день второй, 18 ноября 2016 года. Так, ну, первый докладчик с 9 до 10. В регламентированное время выступает главный специалист отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти управления Федеральной антимонопольной службы предприятия Сандакова Ирина Владимировна на тему реализации законодательства о государственных и муниципальных закупках. Обзор последних изменений к 44-му федеральному закону и 223-му. Ну и рекомендации по их применению. Доброе утро, уважаемые главы районов, поселений. Сегодня у нас вообще по программе написана тема, да, указана тема, что обзор именно по 44-му ФЗ. Да, по 44-му, конечно, мы с вами поговорим, потому что действительно данный федеральный закон, он вами должен применяться при размещении бюджетных и внебюджетных средств. 223 ФЗ вам он вообще не нужен, да, как органу местного самоуправления. Этот закон, там субъектный состав совсем другой. То есть в вашем случае вы руководствуетесь только 44-м ФЗ при размещении своих денежных средств. И я еще тему подниму по применению именно тех статей, которые относятся к органам власти, к органам местного самоуправления, по закону о защите конкуренции номер 135 ФЗ, это статьи 15-21. Ну, вот самые основные моменты, которые вам необходимо знать, наверное, в своей деятельности. Ну, для начала я немного скажу, да, о полномочиях антимонопольного органа для тех, кто еще пока не сталкивался с этим органом. Федеральная антимонопольная служба – это уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование и осуществляющий контроль за отдельными федеральными законами. В частности, это законодательство о контрактной системе номер 44 ФЗ, всем вам известный. Антимонопольное законодательство, это закон о защите конкуренции, закон о рекламе, об основах торговой деятельности Российской Федерации, об естественных монополиях, об иностранных инвестициях, ну и так далее. Все их не буду перечислять. Кроме того, прошлым летом указом президента Российской Федерации полномочия Федеральной службы по тарифам были переданы на уровень Федеральной антимонопольной службы. То есть на сегодня у нас только центральный аппарат ФАС России осуществляет контроль за регулируемыми государственными ценными тарифами. Ну, в ближайшем будущем, ну, может и не в ближайшем, но в будущем, скорее всего, территориальные органы тоже этим будут заниматься. ФАС России осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы. На сегодня их 85 территориальных органов, которые работают каждый на веренной территории. Вот. Ну, это вот коротко, да, так примерно, чтобы имели представление. Теперь мы сразу с вами перейдем в законодательство о контрактной системе. Основные моменты, те полномочия, которыми обладает антимонопольный орган. То есть это федеральный контрольный орган в сфере закупок. 44-й ФЗ, да, в отличие от предыдущего закона, который действовал, 94 ФЗ, о размещении заказов для государственных муниципальных нужд, он имеет существенное отличие. Да. На сегодня закон разграничил полномочия между контрольными органами. То есть вот эта середина закона 44-го ФЗ, она как раз-таки относится к полномочиям антимонопольного органа. То есть с момента размещения и извещения о проведении закупки до заключения контракта. Все, что до этого, все, что после заключения контракта, это уже не относится к полномочиям антимонопольного органа. Но вместе с тем я хочу обратить внимание, даже если мы вот не контролируем, да, допустим, до размещения извещения, это ваше планирование, планы, графики,
обоснованность начальной максимальной цены, обоснование начальной максимальной цены, обоснованность этой закупки и вообще исполнение контракта, но тем не менее дела об административных правонарушениях рассматривает антимонопольный орган. Вот. Но это непонятно, то ли это коллизия, то ли действительно законодатель решил, что лучше, чтобы один орган все это делал. Вот. Но для начала, да, основной как бы пласт такой работы у нас как раз таки уходит на рассмотрение жалоб. Это глава 6 закона о контрактной системе. Жалоб очень много. И вообще любой участник закупки, потенциальный участник, который желал бы принять, да, участие в этой закупке, общественная организация, вправе обжаловать действия заказчика уполномоченного органа, уполномоченной организации, комиссии по закупкам, специализированных организаций, оператора электронной площадки и так далее. Вот чтобы всех мне постоянно не перечислять, да, такой длинный список, я буду говорить, что это субъекты контроля. Вот. Значит, любое лицо вправе обжаловать действия субъекта контроля, ну, в соответствии с данной нормой. Да. В статье 105 конкретно прописаны сроки на обжалование и действия, которые необходимо совершить, и основания для того, чтобы не рассматривать такую жалобу, законные основания приведены, когда возможно возвратить эту жалобу и оставить ее без рассмотрения. Вот. Статья 105, 44. Да, 44. Мы сейчас с вами говорим только о 44-м пока законе, да, о контрактной системе в сфере закупок. В 105 статье, а в 106 статье прописана процедура рассмотрения таких жалоб. То есть по результатам рассмотрения такой жалобы она признается либо обоснованной, либо необоснованной. В случае, если она признается обоснованной, то выдается предписание. Предписание, оно обязательно для исполнения. В законе об этом прямо указано, что оно обязательно для исполнения. То есть даже если вы не соглашаетесь с решением или с решением и предписанием, вы, тем не менее, обязаны исполнить это предписание и после этого идти обжаловать его в суд. Это компетенция у нас подведомственности арбитражных судов. Вот. Если вы все-таки в установленный в предписании срок не исполняете и не устраняете допущенные нарушения, то за это предусмотрена административная ответственность. На должностных лиц 50 тысяч рублей, на юридическое 500 тысяч рублей. То есть ну, штрафы значительно такие в крупном размере. Да? Вот. И теперь хочу сказать, какие обычно нарушения, да, часто встречающиеся, которые допускают у нас заказчик при размещении закупок. Но это, конечно же, в первую очередь, когда вообще как бы документация закупки у нас содержит общее положение, да, общее положение, информационная карта и обязательно техническое задание должно быть, то есть исходя из специфики вашей закупки и проект контракта, конечно. В основном жалобы поступают на техническую часть документации. В этой технической части наши заказчики указывают требования к товарам, допустим, выполняется какая-то работа, да, с использованием товара. Требования к товару, которые приводят к ограничению количества участников торгов. В частности, когда указывается химический состав этого товара, компоненты вещества, либо показатели, которые будут известны только после проведения каких-то лабораторных исследований. То есть закон о контрактной системе не обязывает участника иметь в наличии уже товар, потому что он еще не знает, победит он, не победит, он не должен нести какие-то вот затраты. Да? Вот, поэтому необходимо, конечно же, требования к товарам устанавливать таким образом, которые, ну, вот, чтобы участник смог сформировать свою заявку и дать нам свое предложение по товару.
Это самое основное, да, вот, часто встречающееся нарушение. Очень много жалоб на это поступает. А на общую часть документации, конечно же, жалоб практически не бывает, потому что там, в принципе, вам ничего нового не надо изобретать, да, уже велосипед изобретен, все в общую часть дублируется из закона о контрактной системе. То есть здесь все прописано. Многие заказчики говорят, что этот закон очень сложен, да, к применению. Да, действительно, он такой большой, объемный. Но, тем не менее, надо отдать должное, что в этом законе прописаны вообще полностью все ваши шаги. Все, что вы должны сделать. Вот. Так, теперь еще одно в последнее время, да, встречающееся нарушение, когда заказчики в документации устанавливают сжатые сроки для выполнения работ. Вот были такие примеры, когда у нас муниципальный заказчик давал всего 2 календарных дня для строительства многоквартирного дома. Ну, понятно, да, что в такие сроки невозможно физически построить дом. Вообще это будет не соответствовать всем СНИПам, ГОСТам и так далее, да, строительным нормам. Были такие случаи, когда, вот, допустим, проектно-сметную документацию необходимо было тоже за 2 календарных дня там, по сложному объекту ПСД, да, изготовить. Провести тепловодосети к новым построенным домам всего за 1 день. То есть в день заключения контракта уже работа должна быть сдана. Вот были у нас такие заказчики. И очень много таких случаев на самом деле. Мы прекрасно понимаем, что устанавливая вот такие сроки, да, конечно же, это все приводит к ограничению количества участников закупки. Это делается для того, чтобы денежные средства, да, через казначейство провести и оплатить эту работу. То есть эти работы уже давно выполнены каким-то конкретным хозяйствующим субъектом. Вот. К сожалению, такие, да, у нас очень часто встречаются в последнее время случаи. Мы такие материалы все передаем в правоохранительные органы для принятия правовых решений. Вот. Но так, теперь к ответственности, да, я перейду, немного скажу вам об ответственности за нарушение вот требований закона о контрактной системе. У нас предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Ну, по дисциплинарной ответственности я особо не буду говорить, понятно, да, в соответствии с трудовым законодательством вы применяете как руководители, ну, вернее, руководитель, да, работодатель вправе применить в отношении вас меры дисциплинарного взыскания. Вот. По гражданско-правовой ответственности хочу все-таки, чтобы вы к этому закону относились серьезно, да, в той части, что вот в случае, если, к примеру, участник закупки обжалует вашу закупку, да, в судебном порядке, и пройдя все там инстанции, начиная с первой, апелляции, кассации и так далее, может быть принято такое решение судом признания ваших торгов недействительными. Ну и, соответственно, заключенного контракта, сделки, да, тоже недействительны. Вот. А потом это уже действительно вот может, значит, новый иск податься, да, в суд о взыскании представительских расходов. Но это хорошо, там где-то 100-200 тысяч обычно вот, здесь, да, как бы в таком размере взыскивается. Но в принципе практически во всех случаях удовлетворяются такие иски. Вот. Ну ладно, это еще как бы самое главное, да, чтобы не был подан иск именно об возмещении упущенной выгоды. Там такие размеры, что миллионами могут исчисляться. Поэтому нужно быть очень аккуратным.
По административной ответственности более подробнее я немножко остановлюсь, да, вам скажу, потому что именно антимонопольный орган как раз-таки рассматривает такие дела нарушения антимонопольного контрактной системы, да, в сфере закупок. Ну, по уголовной ответственности что можно сказать? Какой-то специальной, да, норм, специальной статьи УК нет за нарушение законодательства контрактной системы. Но обычно применяются на статьи 285 Уголовного кодекса злоупотребление должностными полномочиями, статья 290 получение взятки. И вот, кстати, по этой статье 90% возбужденных дел у нас по России. Статья 291 дача взятки, халатность 293, 286 превышение должностных полномочий. Ну, как бы в основном, да, каким образом? Те материалы, которые мы направляем, у нас вообще в нашей практике всего, по-моему, 1 или 2 дела было возбуждено уголовно по нашим делам. Ну, в основном взаимодействие у нас с правоохранительными органами происходит таким образом, когда мы направляем, да, вернее, когда они, наоборот, Следственный комитет либо МВД направляют документы уже по возбужденному делу для того, чтобы мы дали свою как бы, правовую оценку, да, этим действиям. Выносится, там, рассматривается комиссионно, выносится решение. Вот. По административной ответственности, что можно сказать? Минимальный штраф за нарушение законодательства контрактной системы на должностных лиц – это 3000 рублей. Максимальный – 50 тысяч рублей. На юридическое лицо – 500 тысяч максимальная сумма штрафа. Хочу обратить внимание, что по многим статьям предусмотрена двойная конструкция, да, ответственность. Именно когда несет ответственность не только должностное лицо, но и юридическое. Вот. Скоро у нас вступит новый КоАП в действие, он уже прошел первое чтение, да, в Госдуме. И будет принят новый КоАП, который больше будет похож на уголовный, да, кодекс. И практически по всем статьям будет применена такая ответственность, да, административная, как дисквалификация должностного лица. И такой тоже новый вид ответственности, как ликвидация юридического лица. Кроме того, вот эти штрафы, да, опять же, будут в разы увеличиваться. Вот. Ну, статьи это 7.29-7.32, за которые предусматривается ответственность за закон о контрактной системе. Ну, я по ним, конечно, не буду, да, конкретно останавливаться. У вас, скорее всего, в администрации есть либо контрактная служба, да, либо контрактный управляющий. В случае, если вы создали контрактную службу, обязательно необходимо, чтобы все ваши члены контрактной службы были обучены 44-му ФЗ о контрактной системе. У нас в Бурятии очень много таких организаций, которые проводят такие обучения. Да? То есть свидетельство обязательно должно быть. Вот, о прохождении либо повышения, да, квалификации. Ну, вы знаете, что на сегодня закон у нас выстроен таким образом, что у нас уже есть стандарты, специалист в сфере закупок, это высшее образование в ВУЗе, которое получается. В случае, если у вас уже есть высшее образование, то можно просто пройти повышение, курсы повышения и получить вот свидетельство именно по 44-му ФЗ. Вот. В случае контрактная служба, да, обязательно должно быть разработано положение об этой службе. В этом положении указываете все права и обязанности этой службы, да, полномочия, чем она должна заниматься. И немаловажно указать в этом положении ответственность каждого из членов этой контрактной службы. Так будет легче и вам работать как руководителем, потому что каждый из членов контрактной службы будет знать, за что он будет нести ответственность, да? Потому что ответственность за нарушение закона о контрактной службе, практически за каждый неверный шаг предусмотрена административная ответственность. Вот, к примеру, один член контрактной службы у вас отвечает
за разработку документации, извещение документов по закупкам. Второй отвечает у вас за размещение на официальном сайте в единой информационной системе всей той информации, документов, которые предусмотрены законом. А это очень, очень много документов и сведений, которые вы должны выкладывать в единую информационную систему по 44 ФЗ. То есть за этим конкретный человек должен быть закреплен. В случае, если у вас не будет такого положения, либо положение будет общее и не будет расписана эта ответственность каждого члена этой контрактной службы, то, естественно, всю ответственность будет нести первое лицо. Потому что первое лицо, руководитель, он несет ответственность за всю деятельность администрации. Поэтому, если контрактный управляющий, конечно же, тоже должно быть, не положение, хотя бы в должностной инструкции у этого контрактного управляющего вы прописываете все эти моменты именно по 44 ФЗ тоже. Так. У меня, в принципе, по жалобам все, еще хочу обратить внимание вас на императивные нормы, которые содержатся у нас в законе о контрактной системе, которые вы обязаны соблюдать как заказчики. Это реестр недобросовестных поставщиков. Вообще, прокуратура, у нас очень много направляет нам возбужденных дел о нарушении законодательства о контрактной системе, мы уже рассматриваем, то есть там у вас на местах в районах они 44 ФЗ контролируют хорошо, так скажем, И хочу сказать, что по реестру недобросовестных поставщиков, в случае, если у вас победитель уклонился от заключения контракта, вы обязаны эти сведения предоставить в антимонопольный орган. Что такое реестр недобросовестных поставщиков? Это ресурс такой сети интернет. Он находится в единой информационной системе. В левой колонке есть специальный раздел реестра недобросовестных поставщиков. При размещении своих закупок вы указываете в документации о том, что участник не должен находиться в этом реестре. Это ваше право, не обязанность. Но, исходя из практики, все заказчики, конечно же, указывают о том, что никто не хочет работать с такими ненадежными, с недобросовестными участниками. Поэтому такое требование необходимо все-таки указывать. Заходите в этот реестр недобросовестных поставщиков, забивая ННН, вы можете всю информацию получить. В этом реестре такие недобросовестные участники находятся 2 года. Данный реестр ведет у нас центральный аппарат ФАС России, а обращения от заказчиков рассматривают территориальные органы. Вы обязаны предоставлять всю информацию, обращение со всеми необходимыми документами в Бурятскую ФАС России. Там тоже своя процедура, есть правила разработанные, как рассматриваются такие обращения, какие документы должны быть. У вас юристы есть в администрациях, поэтому они это все изучат при необходимости. В случае, если уклонился у вас участник, вы обязаны направить такие сведения. В случае, если вынесено решение суда, тоже вы должны этого недобросовестного участника направить сведения о нем в антимонопольный орган. И в случае, если вы контракт по собственной инициативе в одностороннем порядке расторгли. К примеру, он не исполняет ваш контракт или нарушает сроки исполнения. Хочу еще сказать, что очень часто допускают нарушения у нас администрации, именно муниципальных образований, когда уже по заключенному контракту сроки истекают, подрядчик не успевает что-то выполнить, начинает заключать дополнительные соглашения о продлении этих сроков выполнения работ. Этого делать нельзя. За это предусмотрена административная ответственность. Административную ответственность несет как должностное лицо заказчика, так и должностное лицо подрядчика и юридическое лицо подрядчика. Это запрещено законом, продлевание сроков.
затем эти сведения вы направляете, а уже антимонопольный орган комиссионно принимает решение, включать эти сведения в РНП, либо не включать. Ну, у нас на практике 50 на 50. Да, иногда бывают такие и уважительные причины, так скажем, когда действительно он не смог заключить контракт. Вот при электронном, да, аукционе автоматически сроки, регламентированные законом, истекли, он автоматически признается уклонившимся от заключения контракта. Но вот те средства, которые у вас на счетах находятся за обеспечение заявки, они останутся у вас как у заказчика. Даже несмотря на то, что, к примеру, решение антимонопольного органа было о том, что не включать его в реестр недобросовестных поставщиков. Это разные процедуры. Законодатель предусмотрел, что в любом случае, даже если уважительная была причина и так далее, тем не менее, эти деньги у вас остаются на счетах. Если это банковская гарантия? Нет, я имею в виду по обеспечению заявки. Не по обеспечению исполнения контракта, а по обеспечению заявки. Иногда обеспечение заявки бывает миллионы, да, рублей. Вот. Так, что можно еще сказать по 44-му ФЗ? Ну вот по РНП я вам сказала, это императивная норма. Документы не направляете, штраф 20 тысяч рублей. Если вы все-таки решили расторгнуть контракт в одностороннем порядке по инициативе заказчика, да, то там необходимо соблюдать порядок расторжения. Он указан в части 12 и 13 статьи 95. Там все понятно прописано, да, если вы нарушаете этот порядок, 50 тысяч рублей на должностное лицо, и вот этот недобросовестный поставщик, подрядчик, исполнитель не включается автоматически в реестр недобросовестных поставщиков. Вот. Ну, у меня по 44-му ФЗ в принципе все. Вот такое, чтобы основное, так скажем. Да. Если у вас есть вопросы по закону о контрактной системе, вы можете задать. Скажите, сейчас у нас такие бывают случаи, да, заявляется единственный поставщик, работающий без НДС. Сумма контракта, ну там определена 100 рублей, к примеру, да? А он выигрывает, но работает без НДС. Но фактически это деньги не его, и он вправе как бы их не возвращать. И вот масса вопросов. Это его прибыль. Да, а фактически-то, это же не его деньги. И вот как быть здесь? Это его прибыль. Вы должны оплатить, даже если он и без НДС. Есть разъяснение Министерства экономического развития и совместно с ФАС России о том, что даже если он работает без НДС, вот эти средства – это его прибыль. А если в конкурсной документации написать, если там участник работает без НДС, он обязан ее возвратить, это тоже? Это будет нарушение. Такие разъяснения, что это прибыль этого поставщика, подрядчика. А потом проверка проходит и говорят, что выращиваете НДС. То есть муниципалитет еще вот эту сумму НДС, получается, сверх того должен. Вот была в конце года проверка, извиняюсь, в конце года вот совсем недавно была проверка, и те муниципалитеты, которые, где вот такие случаи будут, возврат средств. Кто это вас проверяет? Минфин. Я вот не знаю. Может быть, себе пометите, потому что хорошо, это наверняка мы тогда поговорим. во всей республике. Потому что сейчас вот у нас вот такая ситуация. Если такая ситуация, Минфин, по идее, если идет по 44-му ФЗ, что НДС, это как считается прибыль подрядчику, почему тогда требует? Вопрос сразу. И еще один вопрос. Сейчас большинство муниципалитетов, я имею в виду районов, и городских поселений, принимается решение о приватизации электросетевого хозяйства. И стал вопрос, даже на уровне правительства однозначно сказать не могут, а уже прием заявок заканчивается, по Котлянскому району, по Северобайкальскому району проводится аукцион. Минтранс говорит, достаточно одного участника. И аукцион будет
признан состоявшимся. Мы читаем, не менее 2 должно быть. И вот, Это по закону о приватизации, да, государственного да. муниципального имущества. Это не 44-й как бы регулирует, да. Да, действительно, сейчас у нас в республике многие, да, районы уже проводят такие торги. Там по закону о приватизации надо посмотреть. Вот это регламентируется, все в законе о приватизации четко и прописано, да. К нему есть подзаконный акт 585 постановление правительства Российской Федерации. Это процедура вот проведения вот таких торгов, когда по продаже муниципального имущества. Там необходимо посмотреть, действительно ли достаточно. Вот если по 44-му достаточно одного, да, участника, заявка которого будет признана надлежащей. С ним возможно заключение контракта. Но это я имею в виду по электронному аукциону. Если вы проводили конкурс, то вы обязаны согласовывать с антимонопольным органом, даже если одна была надлежащая заявочка. Ну там, в общем, ваши юристы посмотрят. Вот по вашему вот этому вопросу, да, по поводу 2 или 1 все-таки достаточно участник, я вот сейчас прямо не отвечу. вы можете как-то посмотреть, это Вы же с какого Кабанский района? район. Кабанский район. Насколько я знаю, план У вас приватизации. уже вы объявились, да? Да, у нас вот У вас заканчивается. одна заявка. Нет, пока... Пока процедура подачи, да, заявки? Скажем так, это решение принято Россетями приобретение всех сетей Республики Бурятия, да, которые находятся в муниципалитетах. Но есть такая опасность, если они же понимают, им лишние деньги платить неохота, если заявится один аукцион не состоявшийся, второй этап мы должны сделать понижение цены. Ну а нам зачем это? Невыгодно. Да. При том, что Россети является Вы тогда позвоните ко монополистом. мне. И Скажите, мы посмотрим. 21 20 68 21? 20 68. Ирина Владимировна. Спасибо. Так. Еще вопрос. Должностные инструкции либо положения о контрактной системе службы вообще в общем оно разработано есть для того, чтобы как Типовое? на шаблоне. Вот насколько я знаю, у нас Нет, такой формы нет. Законодательно должностных инструкций утвержденной. нет. Нет, такой. Полагаю, просто сами должны придумать и все. Ну, конечно, в соответствии с законом 44 ФЗ. Там Было статья бы есть проще, если 39-я. бы, как там, вот в данное время вы сказали, вот кто-то отвечает за то, чтобы готовить конкурсную документацию. Тот вот хотя бы минимальное количество, насколько я знаю, не менее 5 человек должно быть, да? Хотя бы вот на эти 5 человек вот какое-нибудь положение было бы разработано, было бы неплохо, полагаясь на то, что Кем уже должно сам- быть разработано? Антимонопольным органом? Нет, почему? Ну, я типового просто как нет. в порядке Типового нет предложения, такого если положения. есть возможность, было бы неплохо. Уже, соответственно, уже юристы, которые знают в этой системе, ну, допустим, не вы, а так те, которые обучают, там, допустим, Да. Байкал, тренеров. Вы, вот как раз таки я хотела об этом сказать, что вы можете обратиться. У нас есть в СГУТу, да, обучают. Вот Ольга Александровна Попова. Вот, они как раз таки могли бы разработать такое типовое положение для контрактных служб. А вообще вы посмотрите, но это положение, оно не размещается. Реестр недобросовестных поставщиков, это у вас на сайте есть, да? Получается? Это на официальном сайте в единой информационной системе. Это общероссийский сайт. А вообще закон о чем говорит? О том, что если идет обоюдное расторжение, оно Да, же всё возможно равно. такое, что по соглашению сторон вы можете расторгнуть контракт. В одностороннем порядке это получается все равно. Это когда должно по быть. инициативе заказчика. Когда вы приняли такое решение, заказчик, в связи с тем, что подрядчик, допустим, не исполняет условия заключенного контракта. Вы вправе принять такое решение, но при условии, если у вас в заключенном контракте есть такое положение о том, что вы можете расторгнуть в одностороннем порядке. Если этого нет, только в В суде. контракте должно быть Да, пункт. в контракте обязательно это предусматривайте. И еще вопрос.
Продлевание сроков доп. Соглашения, ну, по 44-му ФЗ нельзя, а в гражданском кодексе оно Можно. предусмотрено. По гражданскому, да. В гражданском А почему кодексе, тогда вот и в гражданском там? кодексе общее положение. 44-й ФЗ это специальная норма. Вы, когда размещаете свои бюджетные средства, руководствуйтесь 44-м ФЗ, а не гражданским кодексом. Ну, это в итоге 44-й ФЗ запрещает продлевать сроки выполнения работ, поставки товара. А вот, допустим, когда контракт заключен на один срок, то есть, вот, к примеру, возьмем 10 декабря, да? Вернее, конкурсная документация прописана. Срок окончания работы 10 декабря, да? А контракт заключает 28 ноября конец. Да? Вот это нарушение, да? Если в конкурсной документации один срок, контракт заключен с меньше срок. Нарушение? А когда вы контракт вовремя не заключили, да, хотите сказать? Нет, контракт вовремя заключен. Но в контракте срок прописан не 10 декабря окончания, а 28 ноября. Ну, другая дата, да, указана? Да, другая дата. Да, конечно, это будет нарушение. То есть мы обязаны по закону... Вот как вы объявились, да, соответствие изначально. документации, Да, конечно. Как изначально объявили, в документации, в извещении вы все прописываете, да, сроки выполнения работ. Эти же сроки в проекте контракта у вас указываются. И на эти же сроки должны быть при заключении контракта. Ничего вы менять не можете. За это тоже предусмотрена административная ответственность. И прокуратура четко отслеживает заключенные контракты, да, и на каких условиях вы их заключили, и изучает вот документации, какие там были условия. И поэтому этого делать нельзя. Сейчас, как, извините, как таковая преференция, ну, вообще вами не рассматривается, да? Рассматривается, конечно. То есть, Рассматривается. Вы имеете в виду объекты ЖКХ, да? да, вот, Давайте тогда я вот сейчас об этом скажу, да, немножко. 135 ФЗ о защите конкуренции, антимонопольное законодательство. Это статьи 15-21, которые применимы к вам, как к органу местного самоуправления. Вот, наверное, сразу я скажу, да, по статье 15, когда запрещается органу местного самоуправления, в том числе, ну там субъектный состав большой, в том числе орган местного самоуправления, запрещается совершать действия, бездействия, либо принимать акты, которые приводят к ограничению, недопущению, устранению конкуренции. Вот. Но, знаете, существенно, вот с 1 января 2016 года вступил 4-й антимонопольный пакет, и вот по статье 15 теперь у дела о нарушении антимонопольного законодательства сразу возбудить антимонопольный орган не может. Сначала выдается предупреждение о прекращении этих нарушений, да, признаков нарушений. Дается срок. В этом предупреждении описывается то нарушение, которое вами допущено, признаки нарушения. Потому что нарушение устанавливается после того, как рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Вот. Предупреждение очень хорошо, да, то, что если вы исполняете это предупреждение, то дело не возбуждается и никакую ответственность вы не будете нести. И на сегодня, действительно, в 2016 году, да, вот мы смотрим, что у нас возбужденных дел очень мало, потому что выдаются предупреждения, и вот они практически исполняются. Это статья 15 касается, да, статьи. По поводу преференции. Преференция – это статья 19-21. Собственник вправе оказать, да, орган местного самоуправления вправе оказывать преференцию конкретному хозяйствующему субъекту. То, что касается объектов, предназначенных для оказания услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты ЖКХ, на сегодня у нас позиция такая. Действующее законодательство выстроено следующим образом. Вы обязаны свои объекты ЖКХ передавать только по концессионному соглашению.
по концессионному соглашению. Ну, при условии, да, что эти объекты у вас введены в эксплуатацию ранее, чем 5 лет. Ну, обычно же у нас у всех с вами... Ветхое, наоборот. Наоборот, ветхое все. Да, все ветхое же у всех. Не то, что человек... Если вот хочет новенькие сети, да, то, пожалуйста, вы можете в аренду передавать. А обычно это, конечно же, у нас такое ветхое уже имущество, которое необходимо там проводить работы. Это все по концессионному соглашению. То есть преференцию уже на сегодня, с 2016 года, антимонопольный орган не предоставляет на эти объекты, потому что есть уже позиция нашего центрального аппарата, которая запрещает нам это делать. Законом о теплоснабжении, законом о водоснабжении и водоотведении, законом о концессионных соглашениях не предусмотрено, что это имущество возможно, чтобы передавалось по преференции. В аренду возможно, да, передать вами вот такие сети, даже ветхие, в случае, если есть технологическая связь между муниципальным имуществом и имуществом, которое находится у того хоссубъекта, которому вы хотите передать это имущество. Это исключение, предусмотренное пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции. В этом случае, да, договор аренды возможен заключить. Можно заключить. Даже если вы проводили 2-3 раза конкурсы на заключение концессионного соглашения, это не будет являться основанием для того, чтобы вам дать согласие о предоставлении преференции какому-то конкретному субъекту. Вот. Поэтому необходимо проводить торги. Когда можно не проводить торги, да, на заключение концессионного соглашения? Когда, к примеру, концессионер, да, тот, кто хочет это имущество у вас взять по концессионному соглашению, дает свое предложение, направляет вам свою заявку. Есть постановление правительства Российской Федерации, где утверждена вот эта форма, то, что эта заявка должна содержать. Свое предложение, инвест-предложение, да, предоставляет. Вы в соответствии с законом о концессионных соглашениях принимаете эту заявку, рассматриваете. Если соглашаетесь с этими условиями, то вы ее размещаете на официальном сайте. Это торги.гов.ру. Это вот это извещение с этим предложением. И ждете там 30 дней, да. Если в течение этого срока никто другой не явился, не изъявил желание заключить такое соглашение, то вы все, без торгов заключаете с этим инвестором. А если кто-то заявился? А если кто-то заявился, то торги. Идем по концессии, как бы, да, по торгам? Да, то вы тогда объявляете конкурс на заключение концессионного соглашения. Вот. Ну, почему-то наши районы объявляют, да, такие конкурсы, зачастую они признаются несостоявшимися, потому что ни один субъект не соглашается идти, да, и заключать такое концессионное соглашение, потому что, конечно, нужно, чтобы у них были средства, да, для того, чтобы реконструировать, проводить там ремонт этих объектов, дополнительные, конечно, для них затраты. Вот, им удобно заключать договор аренды. Ну вот, к сожалению, на сегодня есть такие нарушения, когда до сих пор главы заключают договоры аренды вместо концессионного соглашения. Там, видите, вот бывают какие моменты. Вот глава Каменского поселения, Сильдики начали, ну как у них, предприятие банкротилось, допустим, да? Пока вот все сроки, ну, чтобы соблюсти, а в это время, ну, получается, Зима идет. да, кто должен обслуживать, и тариф не защищен, там, вот как быть? Вот в свое время условие 185-го закона было, чтобы было, ну, там, 70% было частников вот в этой сфере, да? МУП закрыли, поликвидировали их, и создавались всякие ООО. Ну, ООО есть ООО, сегодня работал, все, закрылся. А вот как вот здесь быть-то? На практике-то это же
Надо очень фиксировать сложно. зеленый Вот я, для чего? вот, знаете, на этот вопрос ваш не смогу ответить, да, потому что по России это проблема, действительно проблема. Сейчас у нас на северах, в Муйском районе это проблема, да, когда вот, никто не хочет идти на концессию, приходится главам нарушать это законодательство. Но вот на сегодня очень много запросов направляется у нас в ФАС России, да, теми же терорганами и главами районов, что ситуация такая произошла, что да, невозможно заключить это концессионное соглашение. Направлен запрос в правительство Российской Федерации. Может быть, будет внесение. Пока ответа нет, мы ничего тоже не получили. А то, что касается, что зима наступила, да, и там некому топить и так далее, ой, ну не знаю. Нет, здесь видите, в чем дело-то? Не то, что нет, есть желающие, но он же не может зайти-то. Ему нужно время же, вот, чтобы все эти процедуры конкурсные. Ну и дали бы Вы право. объявляете раньше, а не зимой. А как? Он взял и бросил. Взял и бросил. Взял и бросил, и все. В смысле, вы заключили с ним договор, и он зимой бросил, да, это дело? Ну, обанкротился. Обанкротился. Вот, ситуация, Вот знаете, есть то, что вы письмо сегодня министерства. рассказали, вот один в один наша ситуация. Мы отдали, значит, без торгов имущество МУПу своему в аренду. Значит, вы нам это дело закрестили, тарифы не утвердили, значит, дали мне предписание отменить все мои распоряжения. Я их выполнил, не оштрафовали ничего. Теперь мы выставились как бы на торги. Но на торги, когда выставились, значит, там полгода они должны идти, эти торги, как бы там со всеми вот, 45 суток висеть, потом там заключение контракта, ну, полгода. Ну не полгода. Ну, примерно полгода Превышено. получается. Нет. Значит, мы пошли вот по второму варианту, когда МУП вышел с предложением. Значит, мы выставились. Сейчас ждем. Значит, но у нас вот эта ситуация, она как бы, ну, бесхозяйственная, она сейчас продолжается. Мы просили преференцию, вот с Алексеем Анатольевичем ходили по всем кабинетам. Нам не дали преференцию. И сказали, вот, Потапова нам сказала, вы будете торговаться, ну, до посинения так. Она говорит, я как человек вас понимаю. А как руководитель? Ну да, это вас, я проблема говорю, сейчас. Многие районы, соответственно, не хоть там только наша замерзаете, хоть вы там республика. без воды сидите. Да, И в России мы-то хотим, такая чтобы вы как-то ситуация. проанализировали ситуацию, свои предложения наверху-то озвучили, но люди-то Так заложниками мы и пишем, оказываются, и предприятие запросы оказывается направляются, заложником. что такая ситуация, когда у нас районы по несколько раз объявляют конкурсы, да, они признаются несостоявшимся, зима уже наступает. Что делать в этой ситуации? Все-таки должны быть какие-то исключения. Конечно. Должны Но передаваться в вот аренду перед своими ФАС предприятиями. России, центральный аппарат, ничего не может тоже нам ответить, но запрещает нам давать такую преференцию. Хотя, да, это уже норма действует и в 2015 году уже действует. Тем не менее, у нас Елизавета Ивановна, принимая решение, да, вот когда заявления по ГМП приходили к нам на эти объекты ЖКХ, она все-таки закрывала глаза, понимала, что там зима, особенно здесь север, да, нашей республики. Она давала согласие на заключение договора аренды без торгов. Но вот в 2016 году запрещает нам центральный аппарат это делать. Вот такая ситуация. Но мы ждем ответа от ФАС. Не знаю, как все это разрешится. Это проблема, это очень большая проблема. Может быть, вам, ну, это мы были месяца полтора назад, да, вот она нам сказала, что мы ждем ответа. Но через правительство нужно такое сделать запрос на ситуацию. Через правительство республики? Конечно, мы же, ну, в Сибири Так вы с живем. инициативой выступаете как Не. главы районов. Вы должны с инициативой выступить, правительство попросить, чтобы они уже обратились действительно в правительство Российской Федерации, да, с этим вопросом. Это не антимонопольный орган с этим сталкивается, с такой проблемой, а вы главы района. Но вы-то как бы проанализировали ситуацию всю по республике. Ну, мы возьмем нашей Кабанский стороны- район, напишем, да, а может это, ну, частный случай, скажем. А когда вы уже проанализировали ситуацию и говорите, что А с это нашей имеет место стороны быть по уже всей направлено, республике. центральный аппарат направил в правительство Российской Федерации письмо о сложившейся ситуации у нас в России. Вот как раз таки с заключением концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ.
Было же Пока время, молчу. до 3 лет давали преференцию, потом... ну, Год да, был, да. Сейчас нельзя. Вот на такие объекты мы не даем. Вот об том предприятии, которое обанкротилось, про которое мы говорим, но это было уже года 4 назад, 3 года нам дали. Вот первый такой случай, 3 года. Ну, нормально. Ну, это было когда, наверное, в прошлом году? да? Нет, это было еще Давно. 4 назад. Ну да, давно это было такое. Мы всегда из этого удовлетворяла такие, да, заявления, именно касающиеся вот этих объектов ЖКХ. Практически всегда давали согласие. Но сейчас жестко поставлено. Ну, политика государственная такая, что все эти объекты, они у нас ветхие, да, в таком аварийном состоянии, денег в государстве нет для того, чтобы их восстанавливать. Поэтому вот средства хотят Инвесторов привлечь. инвесторы. Да. Ну, это вот где-то там, может быть, не знаю, в Москве, там большие города, когда есть, да, а у нас в Каменске, кто пойдет на эти ЖКХ, какие там деньги тут заработают, там же никто не заработает. Понятно? Ну, еще Будущего. зависит от платежеспособности, да, населения. Ну, да, к сожалению, таких вопросов очень много. Вот. Ну, осталось у нас 5 минут, да. Если есть еще вопросы, я бы могла ответить. Так, в принципе, Главенство федерального закона или все-таки главенство кодекса? Что выше? Кодекс принимается и утверждается федеральным законом. То есть они имеют равную силу. Вы имеете какой пример? У меня вообще разные по арбитражным судам, которые идут, вот, трактуют тоже иногда по-разному. Главенство федерального закона, либо это кодекс. Вы же сказали, Потому что коллизия между федеральным законом и кодексом тоже существует, правильно? Да, вот смотрите, в кодексах действительно это общие нормы, да, общие нормы. А федеральные законы это уже специальные, которые регулируют какую-то область деятельности. Ну, как-то сказать, кто... Вот смотрите, если, допустим, взять гражданский кодекс в части, допустим, там, заключение контрактов, да, все, что связано с выполнением работ подрядчиками, да, там общие нормы имеются. Но, тем не менее, вы, когда свои бюджетные средства размещаете, вы обязаны 44-м руководствоваться, а не гражданским кодексом. Потому что в гражданском общее положение. А у вас обязательно вступает специальная норма. Действует. Пожалуйста, телефон. Телефон, повторите, пожалуйста. 21 20 68. Но ваше видение, вот, допустим, сейчас прямые договора до 100 тысяч, да, ну что такое 100 тысяч? Вот не усложняем ли мы здесь обстановку? Ну, порой вот эти торги, даже котировки, там, конкурсы, аукционы, ну, хотя бы эту планку поднять там до 1 000 000 рублей, вот, все об этом говорят. Ну, кто там чего где красть-то? Не там мы ищем, он миллиардами растаскивает, и все нормально. А мы, значит, хотим сэкономить, а порой-то получается же не так. Вот все, что в строительной отрасли, все, что там в сфере ЖКХ, когда какие-то, ну, разыгрываются эти сети там или что-то, подрядчики, мы же знаем, собираются и договариваются. Вот, ну, все об этом знают, а ну, никто ничего не делает. И экономим ли мы здесь и по деньгам, и по времени? Вот то, что до 100 тысяч вы говорите, да, закупки, да, вы вправе заключить гражданский правовой договор до 100 тысяч рублей при условии, но самое главное, да, вот сейчас в 44-м ФЗ нет искусственного такого дробления, да, как понятие было, допустим, одноименности у нас в 94-м ФЗ. То есть самое главное вам не превысить 5% от совокупного годового объема вашего. То есть вы можете хоть каждый день заключать контракт, к примеру, на, ну, там, на капитальный ремонт, так скажем, да, хоть каждый день с одним и тем же подрядчиком, самое главное вам не превысить эти 5% от совокупного годового объема. То есть, ну, на сегодня у нас мнения с прокуратурой немножко расходятся, да, и мы обращались в Центральный аппарат ФАС России, что возможно ли, потому что прокуратура считает, что это искусственное дробление, так нельзя делать.
А позиция антимонопольного органа, что это возможно. Самое главное, чтобы не превышалось эти 5% начального совокупного годового объема. Вот, поэтому, в принципе-то, вы же не ограничены 100 тысячами рублей. Вы можете хотя бы хоть каждый день по 100 тысяч рублей заключать, но главное, чтобы эти 5% будете. Но там, видите, зависит, либо не превышает 2 миллиона, либо 5% совокупного годового объема. Вы сами определяете, либо у вас, ну там в зависимости от совокупного вашего годового объема, да, ну, лучше в основном выбирают 5%. Вот. Вы вправе это делать, заключать хоть каждый день. А одноименности такого понятия 44 сейчас нет. Вот. Ну, наверное, на этом все, да, если нет вопросов. Спасибо большое. Я думаю, когда нужно будет по электросетевому? Ну, в понедельник. По электросетевому, ну давайте в конце дня. Хорошо. Хорошо. Ладно. Спасибо большое. Далее выступает Ольга Валерьевна Киселева, заместитель председателя комитета по развитию дорожного хозяйства, начальник дорожного отдела Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия. Тема доклада взаимодействия с органами местного самоуправления в области реализации транспортной политики на территории Республики Бурятия. Добрый день, уважаемые участники семинара. Мы, как Министерство транспорта, это орган, который осуществляет государственную политику, в частности, в области дорожного хозяйства. Мы, конечно, министерством осуществляем выезды в районы, дни Минтранса и пытаемся там, в общем-то, и отвечать на все ваши вопросы и рассказывать о каких-то новых веяниях в нашей отрасли. Ну, коль вот как будто вижу знакомые лица, да, и вы, наверное, уже меня во всех районах побывали. Но все же тогда, коль пригласили, разрешите, я немножечко скажу про нашу деятельность. Значит, основной федеральный закон, которым мы руководствуемся в своей работе именно в области дорожного хозяйства, это 257 закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. Данный закон конкретно нам говорит о том, что у каждого органа власти своя собственность. То есть, если это федеральные дороги, это федеральная собственность, это Росавтодор или Федеральное дорожное агентство, и подведомственное ему здесь на территории города Улан-Удэ, это Упордор и Южный Байкал. Если по вашим территориям проходят дороги федерального значения, то мы сразу предлагаем вам все-таки более тесно работать с Упордором Южным Байкалом, направлять обращения, если какие-то есть, то именно в их адрес, потому что они являются собственниками. По дорогам регионального значения является собственником Министерства транспорта Республики Бурятия, и мы эти дороги свои в оперативное управление передали ГКУ Бурятрегионавтодору. И дороги местного значения – это собственность муниципальных образований. Вы знаете, что были внесены изменения в 131 закон о разделении полномочий, и теперь дороги поселений относятся к дорогам района. То есть можете вы их забирать в свою собственность и, естественно, осуществлять полномочия именно по дорогам района, по дорогам поселений. Городские округа, городские поселения, у них в собственности остались и свои дороги. То есть у них есть и свои муниципальные дорожные фонды, также им отчисляются средства, и они должны обеспечивать свою деятельность. По поводу взаимодействия. Начнем с того, что основным индикатором нашей деятельности, за что отвечает Министерство транспорта, это доля автомобильных дорог местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям. Значит, вы делаете отчеты до 1 февраля, передаете их в Бурятстат, и в этом отчете как раз у вас есть и ДГ-МО, есть данные как раз по этому показателю. На протяжении нескольких лет у нас были очень большие проблемы, когда муниципальное образование начали давать свои отчеты. Было очень много замечаний, поэтому с прошлого года мы вам в конце года направляем уже такие запросы о том, чтобы вы сначала эти отчеты представили нам. Мы их подредактируем, посмотрим правильно, неправильно, укажем вам, если есть какие-то ошибки или замечания, чтобы в последующем уже вам не отрабатывать и нам с Бурятстатом, так как это уже сложнее будет, какие-то там неточности, которые вы указываете в отчете. На сегодняшний день доля автодорог местного значения по Республике Бурятия составляет 69%.
за 2015 год. Планируем, что за этот год у нас немножко показатель сменится, станет 65. Поэтому мне бы хотелось обратить. Каждый район знает свою долю, свой показатель. И, конечно, нужно работать в этом направлении, чтобы данный показатель улучшался. За счет чего он улучшается? За счет, конечно, ремонтов, строительства и реконструкции дорог, это в первую очередь. То есть я хочу обратить ваше внимание на то, что средства муниципальных дорожных фондов должны направляться не только на содержание дорог, а в первую очередь, конечно, на ремонт дорог, на их приведение в нормативное состояние. Мы, конечно, прекрасно понимаем вашу финансовую возможность, о том, что вам приходит представление из ГИБДД об установке, там, не знаю, дорожных знаков или разработке проектов организации дорожного движения, ну, то есть все, что связано с безопасностью. Это проблема наша с вами общая, и у нас на уровне региона тоже такая проблема есть. Но все же нужно ежегодно хоть какие-то средства с муниципального дорожного фонда все-таки направлять на ремонт дорог. От этого у нас с вами будет улучшаться показатель. Теперь по поводу приема автомобильных дорог. После того, как были созданы муниципальные дорожные фонды, и когда все поняли о том, что сколько денег вы получите, это зависит от протяженности автодорог, да, стали мы с вами резко принимать эти дороги в собственность. Я думаю, что основная работа, конечно, уже такая более комплексная закончена. Вот сейчас мы когда готовились в Урал к отчету по программе СЭР 11-15, у нас оказалось, что, ну, в общем-то, мы посчитали, что за эти 2 года мы 6 тысяч с лишним километров дорог приняли. Я думаю, что это большая нагрузка на муниципальное образование, потому что помимо того, что их принять, ну, конечно, какая-то сумма муниципального дорожного фонда у вас увеличится, но их же еще надо содержать, их еще надо приводить в нормативное состояние, за их безопасность надо отвечать, если что-то происходит, вы за это будете виновны. Поэтому вот при принятии дорог, пожалуйста, ну вот на примере, например, Акинского района, да, я тогда еще в предыдущем главе говорила, мы резко с вами приняли 400 с лишним километров. И сейчас у вас ненормативность 90 с лишним процентов. Когда же мы с вами ее сделаем более-менее нормативную, ну это вообще наши дети, наверное, только если к этому мы придем. Поэтому вот здесь нам бы хотелось обратить ваше внимание, что будьте все-таки более рациональны, подходите индивидуально к каждой ситуации, к каждому приему дороги. Мы принимаем дороги с вами, включая их в перечень дорог. Но это еще не все, это только начало нашей работы. Мы же должны с вами их отмежевать, поставить на кадастровый учет, да, зарегистрировать, сделать паспорт не только землю оформить, но сделать техпаспорт и на дорогу. Это все средства. Если там, например, межевание с кадастровым паспортом, ну, 1 километра стоит где-то 12-15 тысяч, да, то техпаспортная дорога, ну, где-то 15-20 тысяч на километр. Ну, вот вы считаете, какое количество у вас дорог, да, и сколько вам необходимо средств. Средства нужны значительные, их, конечно, ни у кого в бюджетах нет, но все же нужно начинать поэтапную работу вот этого оформления. Пусть она будет, ну, такими небольшими, скажем так, шагами, но она все-таки должна вестись, эта работа. Поэтому мы предлагаем, чтобы вы в своих муниципальных образованиях все-таки предусмотрели, либо это будет под программу, вашей муниципальной программе, либо еще какой-то график, что ли, на несколько лет, где вы сможете уже как бы подсказать, ну, или свои возможности посчитать, когда вы сможете эти дороги поставить на кадастровый учет. Эту работу нужно проводить, без этого вот никак нельзя. Потому что я думаю, что и ваши сейчас, наверное, и бухгалтерия, которые ставят, да, эти должны поставить на баланс. Но хотя бы сделайте оценку стоимости этой дороги, чтобы узнать вам балансовую стоимость этой дороги. Теперь по поводу дорожного фонда. Основным источником вашего дорожного фонда является, конечно, это 10% от акцизов. Мы очень часто слышим просьбы районов, нам пишут, и граждане очень часто говорят о том, что а вот транспортный налог мы платим, давайте этот транспортный налог мы все-таки будем отдавать в муниципальное образование. Но я вот вам приведу пример, например, в этом году транспортный налог у нас 473 миллиона составил, а муниципальным образованием мы из своего дорожного фонда отдали 690 миллионов. Ну, соизмеряйте, если мы транспортный налог
ну, как предлагается муниципальным образованием, отдавать в муниципальное образование, то, соответственно, мы из Дорожного фонда республики уже не будем выдавать субсидии. Соответственно, вы потеряете деньги. Во-вторых, мы этого сделать не можем, так как на уровне федеральном это закреплено. 179.4 бюджетного кодекса статьи говорит о том, что основными источниками республиканских, региональных дорожных фондов являются акцизы и транспортный налог. То есть это закреплено на уровне федерации. Мы как субъект не можем сейчас принять решение о том, чтобы этот транспортный налог, например, передать. По поводу наполняемости ваших дорожных фондов. Конечно, есть другие источники. Мы понимаем, что эти источники незначительны, но все же мы предлагаем вам по этим источникам поработать. Это может быть и когда вы выдаете тех условия на присоединение объектов дорожного сервиса. Это могут быть и источники размер вреда и госпошлина за выдачу разрешения тяжеловесных и большегрузных автомобилей, проезд по вашим автомобильным дорогам. Не во всех, конечно, районах есть, но у нас есть часть таких районов, где очень много ходит большегрузной техники, которая идет сначала по нашим дорогам, потом переходит на ваших. Если по нашим дорогам мы собираем этот размер вреда и госпошлину собираем, еще пытаемся работать, может быть, кто-то знает, вот, этими передвижными пунктами весового контроля. То есть мы более-менее эту деятельность сейчас проводим. Вот в следующем году будем проводить конкурс, мы на нашей дороге, ну, как раньше называли дорога смерти, надеемся, что это уже понятие уйдет от этого. Мы на этой дороге тоже сейчас на Улдету Рунтаева ставим 2 будет стационарных таких стоять рамки, которые через эти рамки будут приезжать, и сразу будет понятно, ну, большегруз сколько прошел. Хотя бы к административной ответственности будем привлекать. Как бы сложно выехать, у нас всего 2, вернее, мы закупили 3 машины, но работают, к сожалению, пока 2, потому что людей у нас не хватает, и знаете, что идет оптимизация. И, конечно, обхватить всю республику нам пока не удается, но мы на тех местах, где знаем, где в основном большие грузы ходят, то мы вот туда как бы передислоцируемся. Поэтому вот если вы хотя бы, скажем так, будете брать госпошлину за выдачу разрешения, то есть те люди, которые сознательны, но у нас все равно же есть, да, мы уже начинаем приучать наших автомобилистов и предпринимателей о том, что нужно платить за дорогу, так как вы ее приносите ей вред, вы зарабатываете своим бизнесом какие-то средства, да, но при этом вы нашу дорогу. Мы не говорим о том, что мы преследуем цель заработать деньги, мы преследуем цель привести, значит, в порядок, чтобы люди не нарушали, значит, те нормы, которые запланированы, и если вы их нарушаете, ну, будьте добры, платите за этот размер вреда и за госпошлину. Теперь по субсидиям, которые мы выдаем из Республиканского дорожного фонда. Конечно, дорожные объекты, вы знаете, что это капиталоемкие очень. На стоимость 1 километра, если, скажем так, с асфальтом ремонт, это где-то 25-30 миллионов стоит. Если это будет реконструкция, а если это еще и с усовершенствованным типом покрытия, как мы на Улдету Рунтаева, то есть 3 слоя асфальтобетона, то это где-то 100 миллионов и выше стоит. Все зависит еще от рельефных условий и различных других. Поэтому в рамках нашей государственной программы развития транспорта, энергетики и дорожного хозяйства мы выделяем субсидии муниципальному образованию. Работаем мы только напрямую с районами, то есть не с поселениями, не с городскими поселениями, но либо с городскими округами, либо с районами. Поэтому, если в поселении есть какие-то проблемы, вы, конечно, должны сначала в район обращаться, а потом уже район определяет, ну, насколько это необходимо в первую очередь. Значит, субсидии у нас выделяются по нескольким направлениям. Во-первых, это по объектам общереспубликанского значения. Какие это объекты? Это объекты, которые мы финансируем, выполняя поручения председателя правительства либо президента Российской Федерации. Затем объекты, которые по поручению главы Республики Бурятия, либо правительства Республики Бурятия. И объекты, которые аварийные, либо в предаварийном состоянии. В нашей государственной программе, в этой методике, прописан перечень документов, которые необходимы для того, чтобы подать нам заявку в Министерство транспорта на получение субсидий.
Кроме того, мы выделяем, вот по этим объектам выделяются субсидии только если у вас в первую очередь имеется проектно-сметная документация, которую вы разрабатываете за счет собственных средств. Это основное. И имеется положительное заключение государственных экспертиз. Это тоже основное. Затем, значит, если это объекты аварийные, то обязательно должен быть акт обследования. В этом акте обследования это не вы сами составляете, там тоже есть перечень представителей, которые должны участвовать в этом акте обследования. Там тоже все указано. И долевое софинансирование обязательно. Затем, значит, мы финансируем объекты, которые планируются к финансированию с федеральной целевой программы устойчивого развития сельских территорий. Это те объекты, которые есть в отчете 2D ГМО. Этот отчет составляется нашим подведомственным учреждением, но информацию направляете вы по тем населенным пунктам, которые не имеют дорог с твердым покрытием. На сегодняшний день у нас 118 таких населенных пунктов, но не берем только те, которые находятся на островах. Значит, раньше были критерии, нас ограничивала Российская Федерация там, по протяженности, по численности, сейчас этого нету. Сейчас основное, это чтобы в этом населенном пункте были объекты социально значимые и объекты АПК обязательно. Поэтому мы теперь заявки принимаем после того, когда вы сначала согласуетесь с Минсельхозом в нашей Республике Бурятия, что там действительно есть какие-то агропромышленные комплексы или там предприятия сельхозпереработки, ну что-то вот такое вот связанное с сельским хозяйством, с развитием сельского хозяйства. На эти объекты мы даем даже субсидии на разработку проектно-сметной документации. И еще одно новое направление, мы с прошлого года начали по нему работать, это объекты, которые планируются к финансированию в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма. Эти объекты и заявки мы принимаем, когда вы согласуетесь с Министерством экономики, эти объекты. Если Министерство экономики говорит, да, нам эти объекты нужны, и мы планируем, что включимся в федеральную целевую программу, то мы из своего дорожного фонда также выделяем субсидии на разработку проектно-сметной документации. Потому что основное условие Российской Федерации, вы знаете, что это обязательно наличие проектной документации с положительным заключением госэкспертиз. По долевому софинансированию. Значит, по туризму проектно-сметная документация софинансируется 50 на 50. Это условие у нас прописано, и в общем-то, это было условие Министерства экономики. По другим объектам мы софинансируем в зависимости, у нас есть тоже методика, она там прописана, в зависимости от протяженности дорог и от финансовой бюджетной обеспеченности. От этого зависит и ваша доля. Теперь по поводу, для того, чтобы разработать, если вы предполагаете, даже по тем объектам, по которым мы не выделяем вам субсидии на ПСД, но вы предполагаете, что будете получать субсидии с нашего дорожного фонда на строительство, необходимо техническое задание на разработку проектно-сметной документации представить обязательно нам на согласование. Потому что у нас в прошлом году были такие случаи, да и в этом, к сожалению, уже есть такие случаи, когда муниципальное образование разработало такой проект, который мы никогда не сможем реализовать. Как в финансовом, скажем так, обеспечении, так и по технической части. Поэтому мы хотели бы, чтобы и просим вас, и направляли вам письма о том, что если вы с нами не согласуете техническое задание на разработку проектной документации, в последующем мы вам субсидии не сможем выделить. Поэтому здесь я тоже бы хотела обратить ваше внимание. Вот в эту методику мы сейчас вносим новые изменения, к сожалению, они не в лучшую сторону. Было поручение первого заместителя председателя правительства Никиты Матвеевича Егорова о том, что мы для муниципальных образований, вы знаете, что сейчас бюджет очень тяжелый, в следующем году он будет еще тяжелее. На уровне федерации тоже ужесточаются требования по исполнению. И в первую очередь, значит, туда будет, мы сейчас носим свою методику, изменения, она будет с 1 января уже работать 2017 года. Во-первых, ответственность за исполнение, реализацию этих субсидий будет нести глава района, с которым мы подписываем соглашение. Затем, если вы, мы вам даем субсидии, вы должны их освоить и, например, ввести объект, и если вы этот показатель не выполняете, вы должны вернуть нам часть средств, которые вы не освоили, и за счет собственных средств достроить этот объект. И этот показатель выполнить, ввести. Пусть не в этом году, но значит в следующем. Поэтому мы хотели бы тоже ваше внимание на это очень обратить.
у нас в основном проблемы всегда бывают с размещением заказов, да, с республиканским агентством по госзаказу. Ну, мы уже как бы второй год работаем, я думаю, может быть, уже у вас наладились какие-то взаимоотношения, как-то уже специалисты ваши, но все же у нас очень долго, длительно идут размещения заказов. Как раз это в первую очередь у нас и влияет с вами на освоение финансовых средств. Поэтому мы сейчас уже направили вам письма на те субсидии, которые мы предполагаем выделять на следующий год. Мы сейчас уже предлагаем начать работать. Хотя этих субсидий пока еще нет, да, мы с вами соглашение не заключили, но сейчас уже можно вести работу. Мы сейчас вам направили письма о том, чтобы вы разработали технические задания, чтобы вы нам их представили, чтобы вы начали работать сейчас по изысканию средств на долевое софинансирование, так как без выписки из бюджета о долевом софинансировании мы с вами не сможем подписать соглашение. Поэтому вот пока у нас не начался следующий финансовый год, у нас с вами есть вот 1,5 месяца, когда мы с вами можем поработать, чтобы в последующем не затягивать эту процедуру и осваивать средства в соответствии с теми лимитами, которые мы вам выделяем. Значит, мы понимаем, что у вас недостаточно специалистов, или можно даже сказать, что и нет у вас в районах специалистов-дорожников, поэтому те субсидии, которые мы выделяем с вами, мы подписываем трехсторонние соглашения, и теперь мы уже с прошлого года съездили в Татарстан, посмотрели их опыт положительный. Ну, Татарстан с нашей республикой, конечно, несоизмеримо. Мы, конечно, побывали как будто бы, не знаю, я лично так как будто бы в другой стране побывала. Конечно, не сравнивать объем дорожного фонда Татарстана, который около 18-20 миллиардов стоит, еще и причем глава добавляет денег всегда на дорожный фонд. Но у нас, к сожалению, этот фонд составляет, на следующий год будет 2,4 миллиарда. Ну и то, говорят, 200 миллионов снимут. Мы посмотрим, жизнь покажет. То вот как раз для этого мы заключили трехстороннее соглашение, одним из сторон, который является ГКУ «Бурят регионов Татор», где есть непосредственно специалисты-дорожники, и теперь мы в соглашении прописали, и вам постоянно указываем на то, что когда вы осуществляете приемку работ, обязательно должен участвовать представитель ГКУ «Бурят регионов Татор». Помимо того, что мы им предоставляем все документы, вы тоже там исполнительскую документацию, чтобы вот не было такого, что подрядчик говорит о том, что я никакие правоотношения с ГКУ «Бурят регионов Татор» не имею, ничего им показывать не буду. Поэтому мы всегда говорим заказчикам, то есть вам, пожалуйста, эти все вопросы на своем уровне регулируйте. Кроме этого, мы сейчас тоже отправили еще раз письмо, мы очень часто вам пишем письма, наверное, даже у меня были звонки глав некоторых, которые говорят, ну, вы прямо замучили нас письмами. Но все же мы сейчас опять написали вам письмо, что последний платеж, который вы предполагаете оплатить после ввода объекта, не осуществляйте, пока не будет подписано акт приемки выполненных работ полностью, и где будет подпись нашего представителя ГКУ «Бурят регионов Татор». Только после этого, если все это нормально, вы можете осуществлять последний платеж, так как мы вам перечисляем деньги разово, они у вас на счетах, поэтому мы вот этот момент немножко не можем отрегулировать и просим, чтобы вы все-таки как заказчики этот момент отрегулировали. Те средства, которые вы получаете не из республиканского дорожного фонда, а из федерации, это вот либо село, либо сейчас вот у нас новые субсидии мы получаем из федерации на уникальные мосты. Уникальные мосты – это свыше 100 погонных метров, которые находятся в аварийном либо в предаварийном состоянии. Мы в прошлом году перечень от вас весь собрали, у нас он есть, у нас их немного, скажем так, в предаварийном состоянии. Если вдруг вы нам направили в прошлом году информацию о том, что это мост там в удовлетворительном состоянии, а сейчас что-то с ним произошло, он стал в предаварийном либо в аварийном, в общем-то, у нас есть возможность отредактировать этот перечень. Вы посмотрите, пожалуйста, тот перечень, который вы нам отправляли, потому что вот на наших региональных дорогах у нас вот сейчас таких 2 моста, к сожалению, за этот год появились. И пока у федерации еще есть возможность давать нам эти средства, надо их пытаться получить, потому что и доля софинансирования небольшая, 90/10. Единственное, что должны быть обязательно проекты. По проектам у нас тоже есть проблемы, так как мы с вами находимся в такой тяжелой водоохранной или экологической зоне, как это назвать, с этими экологическими экспертизами.
Это проблема, это наш бич. У нас есть даже сейчас ситуация, кстати, это отрицательность, конечно, наш опыт, но есть объекты, которые мы сейчас строим, а до сих пор у нас нет экологической экспертизы. Да, мы нарушаем, заказчик несет ответственность, платит штраф, подрядчик платит штраф, но другого выхода у нас нету, так как нам надо осваивать деньги федерации, объект вводить, а мы вот еще с экологией разобраться не можем. Поэтому у нас убедительная просьба, пожалуйста, не только на экспертизы по сметной части и проектной части, но и обратите внимание на экспертизы по экологии. Вот Кабанскому району особенно говорю, да, по Чернухе, пожалуйста, сейчас доведите до конца, у нас как бы еще есть время, да, в связи с тем, что мы не будем торговать сам СМР, но все же я думаю, что в начале года, где-то к февралю, мы будем уже с вами торговать и иметь что-то подобное, ну и по дороге, по Тресковой тоже, по экологии, пожалуйста, обратите внимание. Мы все же надеемся, что сейчас вот опять внесены изменения, может быть, вы читали и слышали, что мы уже, правда, второй год нам Сергей Юрьевич Тен, депутат Госдумы, обещает, что нам границы изменят и экология отменится. Но, например, Кабанскому району об этом мечтать не надо, потому что это будет всегда. Если там какие-то районы, мы надеемся, что все-таки это произойдет. Но все же, пожалуйста, по экологической экспертизе обратите внимание. Деньги мы немалые получаем из федерации. И вот почему я начала говорить про экологию, я хотела немножечко сопоставить с мостами. Ведь мосты мы можем не только перестраивать с вами и строить, мы можем капитальный ремонт делать. При капитальном ремонте нам экологическая экспертиза не нужна. Поэтому, когда вы приглашаете к себе проектировщика на обследование, да, то сразу как бы с ним обговариваете этот вопрос. Проектировщик, у него цель какая? Он частное лицо, заработать больше денег. Если это реконструкция, перестройка, да, то есть, во-первых, он проект дороже сделает, во-вторых, он авторский надзор от этого получит, а может быть еще и стройконтроль. Поэтому у него своя цель заработать деньги, а у вас своя цель. Поэтому вы сейчас сразу же с проектировщиком обговариваете, что возможно ли в рамках капитального ремонта произвести этот, перевести из аварийного в нормативное состояние этот мост. Потому что здесь и затраты будут меньше, и, вот как я уже говорила, не нужно будет экологическая экспертиза, потому что нам субсидии дают из Российской Федерации на уникальные, только на уникальные мосты, на капитальный ремонт. Если все остальное по ФЦП устойчивое развитие и туризм, там только стройка и реконструкция, то вот как раз уникальное мы можем получить с вами и субсидии на капитальный ремонт. У нас еще с вами такая есть обязанность, как транспортная безопасность. Этот закон был в 2007 еще году, но мы как-то его подзабыли, или как года 2 назад прокуратура нам вынесла большое представление о том, что мы не занимаемся транспортной безопасностью. Данным законом конкретно предусмотрено о том, что собственник должен осуществлять категорирование, оценку уязвимости, разработку планов по обеспечению, и, соответственно, мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. В прошлом году вы должны были направить, в общем-то, мы и проконтролировали, кстати, вы направили все эти объекты в Федеральное дорожное агентство. Оно осуществляет категорирование. Мы не совсем видим обратную связь от вас, не совсем понимаем, пришли ли к вам от Федерального дорожного агентства вот это вот категорирование. Если вдруг к вам не пришло, кстати, этим законом предусмотрено категорирование, теперь внесены изменения, дороги исключены и мосты до 25 погонных метров. То есть теперь категорированию подлежат только мосты, которые свыше 25 погонных метров. Вот это обратите внимание. Если вдруг к вам не пришли до сих пор это категорирование, то вы должны обратиться в Федеральное дорожное агентство. Вот у нас, по-моему, Закаменский район и Волгинский, что ли, какие-то 2 района, они обращались к нам, в общем-то, мы добились, и с Федерального дорожного агентства, представляете, большой же объем работы, да, и, конечно, есть там проблемы, и у нас в некоторых районах не приходит категорирование. То есть вы, пожалуйста, во-первых, сами напишите в Федеральное дорожное агентство, что вот, товарищи, мы вам тогда-то отправляли, вот до сих пор от вас нет категории. И можете к нам обратиться, то есть мы тоже можем со своей стороны обратиться в Федеральное дорожное агентство и постараемся вам помочь, чтобы это все пришло. После того, как вы получили категорирование, вы должны произвести за счет собственных средств оценку уязвимости этих мостов. Деньги тоже немалые.
Поэтому мы вам предлагаем в первую очередь делать категорирование тех мостов, которых вы считаете необходимым, ну и те, которые большие мосты по протяженности. Мы скажем, на уровне региона почти всю оценку уязвимости сделали, планы реализации составили. Сейчас мы уже даже в этом году разрабатываем проектную документацию по реализации мер по обеспечению транспортной безопасности. И в следующем году мы уже начнем делать на мосту Баргузинском, который мы построили в Баргузинском районе, Баргузин, и Тресковский мост, это через Селенгу. Там мы как раз будем делать мероприятия в следующем году, уже непосредственно связанные с транспортной безопасностью. Поэтому мы даже вот уже, по-моему, несколько районов нам присылали даже представление прокуратуры и решение судов, что вас это требует и что нам делать с этим. Ну, мы что можем вам сказать? Изыскивайте средства и делайте, это нужно делать. К сожалению, мы субсидий на это выдать не можем. Ну, и средств у нас таких на сегодняшний день нет для того, чтобы выдать вам эти субсидии. Еще что у нас нового, вы видели, может быть, мы вам тоже направляли письма, мы сейчас их уже собираем информацию. Было поручение Дмитрия Анатольевича Медведева о том, чтобы начать работу по приему дорог, подъездов, которые к садоводческим, вот этим некоммерческим товариществам. Но я понимаю, что это только, наверное, больше в приграничных районах города Улан-Удэ есть эти садоводческие товарищества. Но вот сейчас мы собираем от вас эту информацию и будем определяться все-таки. Все подъезды взять это практически будет невозможно, потому что помимо того, что их взять, их надо будет приводить в нормативное состояние. А мы знаем, что сейчас они просто грунтовые, наезженные, то есть это надо их будет переводить хотя бы уже гравийные, не говоря уже об асфальте. И сейчас мы вот соберем ваш весь перечень, ваши эти предложения, посмотрим по численности постоянно проживающих, если там чисто постоянно прописанные граждане, и затем уже определимся, либо создадим какую-то рабочую группу, может быть, определим какие-то критерии, и вам уже в качестве методической помощи дальше направим рекомендации, что вам делать для исполнения вот этого поручения. Ну, думаю, что в следующем году мы эту работу уже так более активно начнем проводить. Но опять-таки, еще раз обращаю ваше внимание, не будем вот так вот все подряд принимать, будем все-таки более подходить так индивидуально к этому вопросу. Ну вот у меня, в общем-то, все. Я готова ответить на ваши вопросы, если у вас что-то есть. Скажите, у вас же есть, это, по-моему, там 2 единицы техники по весовому контролю, да? А если муниципалитет, на каких условиях? Я как-то задавал этот вопрос, по-моему, сказали бесплатно, просто сделать нужно заявку. Да. Мы не оказываем платные услуги, да, поэтому мы говорим о том, что бесплатно. А сейчас вот эту, когда вы нам до этого задавали вопрос, эта услуга была наша, Министерство транспорта. Мы сейчас ее с 1 октября этого года передали ГКУ «Бурят регионов Татару». То есть непосредственно взвешиванием, обслуживанием этих передвижных пунктов весового контроля занимается ГКУ «Бурят регионов Татару». Поэтому у нас работают там сотрудники, которые получают заработную плату, и машины это собственности республики. То есть это наше право, вернее ГКУ «Бурят регионов Татар» теперь это будет право, оказывать вам эту услугу безвозмездно. Но составлять, скажем так, протокола должны ваши сотрудники. То есть нашим сотрудником обязательно должен быть ваш сотрудник. Сотрудник администрации района, да, администрации района, который имеет право составлять протокол об административном правонарушении. То есть мы же с вами знаем, что когда мы во-первых, сотрудник ГИБДД должен, имеет право остановить, потому что у нас пока таких полномочий нет. Только инспекторы транспортного надзора, они только могут на стационарных останавливать, да. Хотя мы уже неоднократно с этой законодательной инициативы выходили и говорили о том, что раз вы на регионы передали эти полномочия, вы передайте нам и право остановки. Но, к сожалению, пока этого нет. И ГИБДД, кстати, тоже сейчас очень будирует эту тему, чтобы от них это полномочия убрать и передать полномочия на уровень регионов. Не знаю, пока в ближайший, я думаю, год этого не произойдет.
Поэтому здесь вы должны, во-первых, если вы к нам обращаетесь, вы должны понимать, что со своим сотрудником ГИБДД вы должны определиться, да, со своим сотрудником района, который будет, ГИБДД будет составлять свою протокол по административному правонарушению, а сотрудник района будет составлять свой протокол по административному правонарушению. Это можно. В общем-то, и мы, скажем так, если особенно когда выезжаем в какой-то определенный район, да, можно же и по пути там где-то поработать. То есть это возможно. Обращайтесь в ГПУ ряд регионов ТАДО, пишите. Если вдруг вам откажут, пишите в Минтранс. Ну, допустим, обнаружили этот перегруз. Что мы от этого как бы поимеем? Что вы поимеете? Ну, да. Вы составите протокол об административном правонарушении, который пойдет вам на вашей дороге, если это местно, он идет в ваш бюджет, пополняется. Вот о чем я вам и говорила, что одним из источников ваших муниципальных дорожных фондов может быть это. Ну, вы не можете сейчас сказать, да, ну, стоит ли игра свеч? Ну, допустим, цементный завод, да? Если по деньгам, говорю, не стоит. Ну, вот я, По деньгам, я же вам сразу сказала, это незначительные суммы, но, например, вот как у нас в Ерамнинском районе, где идет, или сейчас в Северобайкальском Муйском районе, да, там вы знаете, что там строят БАМ, да, там такие большие грузы, что они нам покончали все уже практически, все дороги, все мосты, то мы сейчас их прямо вот, мы вынуждены были туда ходом уехать, там улететь специалистами, знаете, как туда доехать сложно, да, но все же мы их заставили. И сейчас мы уже с ними заключили соглашение, они поняли, что это очень для них будут большие деньги, когда мы встали, ну, если вот у вас такой есть предприниматель, который вы знаете, что он ежедневно, например, там входит, ну, тогда здесь, может быть, это им стоит свеч. И сейчас они уже говорят: стоп, ребята, давайте так, вы нам отдайте эту дорогу, мы будем содержать, мы сейчас вам отремонтируем мост, но это, конечно, железная дорога, да, у них там объемы другие. Потому что то, что мы с них сейчас собираем вред, это очень для них большие деньги. У них таких денег нет. И поэтому мы сейчас с ними заключаем концессионное соглашение, мы им дорогу передаем во временное, они ее будут содержать на период, вот эти 2-3 года, пока они этот тоннель там будут пробивать, да, и отремонтируют, вернее, даже перестроят. Они на 2 моста уже нам перестроили, еще 2 моста, которых они нам кончили, они их тоже перестроят. Вот. А проект они уже у вас согласованы? Они да? с нами согласованы, все технические Они же условия, могут все. и хитро обойти. Нет, мы все с ними, они все с нами согласуют, потому что собственниками-то мы являемся, ну, ГКУ ряд регионов такой, да, кооперативный. То есть это все согласовывается. Я говорю, что если это вот разово, там, раз-два, да, приехал, это вообще ни о чем. А если это, вот вы знаете, что человек на этом зарабатывает и постоянно, ну, я понимаю, так как это Байкальская лесная компания, видимо, да? Ну, Или допустим, цементный завод, А, который, цементный тоже, да. он же уже А десятки лет. А он не через железную дорогу? По федеральной трассе, потом на местную дорогу. Ну так тем более тогда у вас есть постоянный, скажем так, клиент. Ну, там, Поэтому- там работает-то подрядчик у него. И, ну, Да, частное да. лицо. Не цементный завод, Ну, то есть а подрядчик. перевозит, имеется в виду, да? Ну и что? У нас тоже есть угольные разрезы, которые вот сейчас мы с ними тоже работали по Кяхтинскому, по Печурскому району, да, Там Кинопричурскому. Участок, например, ну, там как будет считаться, например, перегруз и длина участка, да, по Да, которой будет, да. Вообще вот поэтому у нас есть отдел, начальник отдела Моносыпова Любовь Борисовна, телефон я ее не помню, но вы запишите, и вы можете к ней обратиться, она вам поможет, то есть и по размеру вреда. Но чтобы размер вреда рассчитать, вы должны свой нормативный документ. Вот на уровне республики у нас есть эти документы. Кстати, они на сайте Минтранса в страничке «Дорожное хозяйство» там есть. То есть не просто так вы же будете, там целая методика есть рассчитать размер вреда. Что, как Моносыпова, да? Да, Моносыпова Любовь Борисовна. Можете к ней обратиться, я думаю, что она вам не откажет. Поможет вам в этом вопросе. Ну а если, говорю, если это разовый, там раз-два, то, конечно, это Нет, там незначительно. постоянно. Но и все же, вот мы сейчас, например, с Брятнефтепродуктом, да, вот такие вот большие компании, Хиагда, вот там, где на Богдарине, да, мы четко с ними работаем. Мы их уже приучили, и они уже сами, ну, как бы понимают, что это нужно делать, и уже без каких-то наших, скажем так, пунктов весового контроля они сами уже оплачивают и госпошлину, размер вреда. Может быть, конечно, они и хитрят. Размер вреда там настолько-то показывают, да, по путевым листам, ну, вернее, вот, которые они нам представляют, а на самом деле, конечно, бывает и больше. Ну, мы там где-то как-то пытаемся, вот у нас единственное, что, говорю, в Яранском районе есть проблема, там военные, вот, которые, конечно, нам кончают, мы пытаемся с ними, боремся, но вот
к сожалению, с военными немножко сложнее. Поэтому если у вас там военные, я вам предлагаю даже не связываться. Мы на уровне региона еще не можем пока вот решить эту проблему окончательно. Как бы вот так. Ольга Валерьевна, по мостам у нас построили, какие предполагаются предприятия про грузинские На этом мосту мы будем делать мероприятия по транспортной безопасности. Ну, то есть там я точно сейчас не могу сказать, этот проект еще нет, этот проект будет в конце года готов. Там будет, ну, вот связано с охраной, да, с обеспечением, с освещением что-то будет связано. Будет, скорее всего, какая-то система онлайн вестись, то есть связана с собственником, да. Ну, что там еще, я не знаю, это вот, компания Леком, чтобы у нас выиграла этот проект. Сейчас у нас вообще в республике только 2 или 3 компании, которые имеют лицензию на оценку уязвимости вот на эти делать. Всего 2 или 3 компании. Какие? Но, вот, пожалуйста, я помню наблюдением, то, что сейчас рушится полотно под Нет, подождите, то, что рушится полотно, это гарантийное обязательство. Там, где подходы, мы знаем, вы знаете, да, что это у нас был ИКАТ, к сожалению, такого предприятия уже обанкротившийся, да, в стадии банкротства. Мы этот вопрос знаем. Мы сейчас с управляющим банкротным вот этой организации писали ему бумаги, но, к сожалению, он сейчас занимается только финансовыми вопросами, то есть продает технику, продает все, что есть, чтобы выплатить зарплату 40 с лишним миллионов людям, которые работали. Тот правопреемник, который из Калиди стал вместо ИКАТа, к сожалению, он тоже на сегодняшний день в тяжелой ситуации. Поэтому вот здесь по подходам, скорее всего, мы будем сами за счет собственных. Как только сейчас будет принято решение, что все этого предприятия нет, то есть нам не к кому будет обращаться по гарантийным средствам, мы будем за счет собственных средств это восстанавливать. Мы не оставим это, понимаем, сколько мы туда вложили денег, поэтому это, конечно, мы будем это делать. Как бы Баргузинский район сейчас у нас на один из первых, потому что вы знаете, да, что мы сейчас зашли на 215-230, у нас тоже там довольно-таки значительные объемы и большие вопросы, поэтому мы там будем работать, и я думаю, что мы проведем. А не предусматривали, вот сейчас говорят, в проекте, не по проекту выполнили строительство, не предусмотрели снегозадержание, бывает же, Еще раз не поняла. Как только не были ветер мероприятия по снегозаносимости. Да, так подъездные все с обоих сторон забивают. Ну, давайте так вот, я не могу на это ответить точно, надо спросить у наших кураторов, что там это. Ну, значит, наверное, скорее всего, может быть, проектом не было предусмотрено. Но отдельно мероприятий этих пока мы не предусмотрели. То есть в рамках содержания, тот, кто занимается, у вас там содержание Лапшаков, да, заниматель? Ну вот, наверное, скорее всего, в рамках содержания это будет в виде предписаний. И все. Пока нет. То есть к транспортной безопасности это никакого отношения не имеет. Это будут совсем другие мероприятия. Вроде с бордюрами так, заметает, да? Но это только в рамках тогда содержания дорог. Надо выписывать предписания, и чтобы это ликвидировать. Кяхтинский район, у нас вопрос вот такой, допустим. У нас возле Кяхты, да, стоит пост пограничный по федеральной дороге. Ну и вот их требования, да, пограничников, 5-километровую зону, то есть пограничных, да, они стоят где-то в 10 километрах. Вот как вот здесь, не в правилах, люди возмущаются, не в правилах, нигде нет такого, то есть дороги в правилах даже, остановка, их остановка. У них раз там стопор все время горит. То есть это что, нажим идет административный или как, то есть со стороны пограничного управления ФСБ? Ну, или как? это уже не к дорожникам вопрос. Ну, дорога федеральная, имеете в виду, что все равно... Нет, ну и федеральщики вам, ну вы можете, конечно, в упордор обратиться, что он как собственник дороги должен обратиться к тем, кто вот это делает, да, что вы незаконно это делаете, да. Ну, не знаю, вот я что-то первый раз такое слышу, таких обращений у нас не было, может быть, упордор Южный Байкал, что-то там. У нас проблема с вами одна была, там эти 500 метров, которые остались недоделаны к МАПу, чтобы Южный Байкал доделал, как будто бы мы эту проблему решили, и, в общем-то, все. Мы считали, что если бы не вот нынешний подрядчик по МАП, да, который завалил, к сожалению, объект, ну или там, не знаю, своровали, в общем, ладно, это не наши вопросы, да. Но в следующем году, я так понимаю, все равно Росграница эти деньги изыщет, и мы этот пункт пропуска все равно видим. Смешной, там, А почему там дорог очень много останавливают раньше? Объездных дорог очень много. То есть коммуналка не все равно объедут, видите.
То есть, что складывается впечатление, что государство это просто деньги кидает на ветер, вот именно со стороны службы их. Если бы надо было, конечно, они перекрыли жестко, да, а здесь со всех сторон дороги, то есть объяснили. Не, ну, в общем-то, вы можете, у нас есть отдел, который занимается непосредственно вот этими пунктами пропуска, да, и, может быть, стоит написать, может быть, они в эту тему войдут, потому что рост границы очень часто у нас бывает. Как бы эти вопросы можно, наверное, порешать, я так думаю. Пишите, мы готовы будем, наверное, рассмотреть. Ольга Валерьевна, по приемке дорог вы говорили о том, что после визы специалисты в ряд регионов дадут. А это в каком нормативном документе? Это КС-2, КС-3 между подрядчиком и заказчиком? Либо это нет. должно быть промежуточный КС-1? Нет, смотрите, КС-2, КС-3, КС-2 это вы принимаете работы, Да. а работы только мы знаем, что подписывается заказчик, ну, сторонами Да. правоотношений. КС-3 это тоже финансовый документ, что только. Мы говорим об акте выполненных работ. А это каким Когда будет? в приемках, акта приемка выполнена. Ну, раз раньше, у нас с вами раньше назывался акт рабочей комиссии и акт государственной комиссии. Теперь такого нет. Есть просто акт приемки оконченных выполненных работ. Это по КС-11, окончанию. да? Да. Да. Мгм. Все, вот в нем должен быть обязательно наш представитель. Мы с вами, когда подписываем соглашение, когда вы сейчас проект сделаете на следующий год, да, мы будем в Орлике дороги с вами вам давать деньги, то в соглашении мы пропишем, и там вы увидите, в этом соглашении будет прописано, что Всё. обязательно наш представитель должен быть. А в КС-2 мы сейчас как делаем? Ну, чтобы как бы не было, скажем так, мы не можем изменить законодательство, но чтобы как-то контролировать, наш специалист просто внизу визирует, просто ставит подпись. Он, конечно, за это не несет, скажем так, ну, финансовой какой-то там ответственности, что будут проверять, да, но все же мы, ну, как ГРБСники, да, мы все-таки видим, что его подпись стоит, но потом у нас еще, вот с кем мы уже работаем, вы видели, да, наверное, что мы же вам пишем, например, что вот мы проверили, да, и такие-то, такие-то у вас замечания. Вам отправляем, говорим, ребята, вот это, пожалуйста, исправьте, да. То есть вот такими еще документами, ну чисто вот как бы не финансовыми, то есть туда мы залезть, к сожалению, не можем. То есть это Так, не наша получается, команда. сейчас вот при приемке работ надо приглашать специалистов ваших. Обязательно. Обязательно. У нас- То есть смотрите, но вы про промежуточную, да, сейчас говорите да. про Ниловку и Да, про да. мосты, да? Нет, смотрите, вы сейчас, когда примете работу, это промежуточная приемка. Вы принимаете работу, нам КС представляете, мы эти КС отдаем в ГКУ, и он выезжает и смотрит. И если что-то не так, он пишет, и мы вам отправляем. А я говорю, Оплату когда будет... не производим, да? Нет, производите. Это промежуточное. Я вам говорю тогда, когда вы сдаете объект, когда акт окончательный. Вот тогда вы окончательный последний платеж не делаете, пока не будет акта, в котором будет наш представитель. Вот в этом акте он законный. Кстати, еще вспомнила, еще одно новшество будет, которое тоже с 1 января 2017 года. Общественность. У нас сейчас так стало это модно, да, новомодно. Ну, особенно в дорогах, наверное. Все считают, что дороги... Это не модно, это жизнь заставляет. Ну, может Депутатов быть, пригласите, все. может быть, жизнь заставляет, я не думаю, знаю, совершенно разные правильно. ситуации бывают, вы понимаете, общественность, она тоже разная. И иногда общественности очень сложно что-то объяснить. И мы, в общем-то, уже, знаете, я вот не только вас учу, я уже перешла на общественность. Я теперь общественность еще учу, что вот у них же как, они обыватели, они же не дорожники. И вот такой бывает иногда ажиотаж создается там определенный. Вот и в Вау, связи с сколько этим... денег и куда она Да, уходит. да, вот ну и все, так и воруем мы начинается. все. В общем, мы привыкли, что мы дорожники. Я вот 13 лет в дорожной отрасли, я уже привыкла, что мы всегда воруем, в общем, коррупционеры там подобное. И вот сейчас новое новшество мы вносим, что теперь вы, когда нам будете подавать заявку на получение субсидий, ну, вот, хотите у нас взять субсидии, вы должны нам обязательно представить протокол общественного вашего совета, что он одобряет, что этот объект вам нужен. Это с 1 января 2017 года вот такое тоже будет. Но это не мы придумали, я понимаю вашу Это реакцию, общественный совет это при нас... главе, да? Ну вот у вас есть общественный совет, я понимаю, да, в муниципальных образованиях? У нас вот при нас есть. Но это не мы придумали, это нас заставляет так делать правительство. Поэтому это будет еще одно новшество. Она, конечно, это дополнительная нагрузка на вас, что нужен общественный совет, объяснять, почему вам нужен этот объект. И еще сейчас вот рекомендации пришли с Минтранса России о том, чтобы общественность принимала участие и в приемке работ. Мы пока сами только начинаем эту тему.
Я поэтому пока вам не могу вот рекомендовать, в каком виде. Мы хотим попробовать с Нового года у себя, как это вообще начнется, как это будет, а потом уже мы вам свои рекомендации на основании нашего опыта, какого-то положительного или отрицательного, мы вам потом уже свои рекомендации дадим. Но такое уже методические рекомендации с Минтранса России такие пришли, что нам необходимо включать общественность в приемку работ. Как это будет выглядеть, мы пока не знаем. Может быть, это будет просто какое-то, а может быть, это будет обязательно с его там подписью, ну, пока не знаю. Вот опыт есть такое уже. Давайте, Жизнь, Меня интересует вопрос по освещению региональных дорог. Кабанск конкретно. Ну да. Вы наверняка в курсе Да, этой ситуации. Кабанский район у нас активно хочет, чтобы мы осветили весь Кабанский район. Но, к сожалению, этого Меня пока интересует сделать конкретно невозможно. Кабанск. Я сейчас вам объясню. Значит, мы с 12 имеется. Если хотите узнать там, когда и что будет ваше, то мы готовы вам ответить. Если по поводу Кабанского района у нас есть судебное решение. Да, мы его 23 видели. июля прокурор Кабанского района подал. У нас есть, да. у нас есть судебное решение, но это ни о чем еще не говорит. У нас их очень много судебных решений. Все сразу судебные решения мы выполнить не можем. Поэтому мы вообще, когда мы ходим лично в суды, да, когда вот нас приглашают, вот, например, у нас был суд по Акинскому, по Тумкинскому району, по мостам, по дорогам, мы конкретно судье сказали, вот, пожалуйста, вот какие у нас финансовые возможности, и вот сколько нам надо дорогу Мондо-Орлик сделать. Там миллиарды. Если сейчас начну по вашему судебному решению делать только дорогу, то все остальные дороги, 3000 километров с лишним, останутся без денег. Поэтому судья нас услышал и в судебном решении прямо написал, значит, Министерство транспорта, значит, совместно с ГКУ разработать поэтапный план приведения там, нормативного состояния дороги Мондо-Орлик. Вот что мы сейчас поэтапно и делаем. Поэтому по освещению мы тоже. Мы ваши объекты знаем, мы их по мере возможности будем включать, но те, которые судебные сейчас решения есть, не в 17-м, не в 18-м году их не будет. Получается, на сегодняшний день мы включили уличное освещение на тех улицах, где, значит, проходят эти дороги. Если включили, соответственно, мы должны оплачивать, правильно, за это дело? Мы? Да. Получается, Вы? не целевое расходование. Не, подождите. Если мы построили... Мы ежемесячно теперь будем представлять иск. Нет. Выставлять, да. Нет. Значит, давайте еще раз. Нет, послушайте меня, пожалуйста, внимание. Есть форма собственности. То, что в нашей собственности, региональной, мы за это платим. То, что мы строим и принимаем в свою собственность, мы за это платим. То, что на вашей дороге Кабанск-Береговая, Посольская, мы приняли только дорогу без всякого освещения, мы за это платить не будем. Будете платить за это ваше имущество. Вот и все. У нас как раз это будет не целевое, а у вас будет целевое, потому что это ваше имущество. Если бы вы передавали дорогу совместно с этим освещением, которое у вас, с уличным освещением, если бы передавали, и мы бы ее приняли, тогда да, тогда мы платили. А так как вы передали дорогу и документы все без освещения, то мы за это освещение платим. Решение суда есть? А решение суда ни о чем. Решение суда есть, но это еще тоже... Это решение суда о чем? О том, что мы должны построить вам там и сделать, понимаете? Решение свобод. И мы говорим о том, что в 17-18 году пока вот здесь у вас не будет. Вот сейчас мы большую речку будем делать. И что-то еще. А на 17-й год у нас по Кабанску никаких работ не проводятся. Сейчас секундочку. Я вот так сразу все. Ну вот, говорю, большая речка. В следующем году мы делаем проект, и в 2017 году мы будем вам делать освещение. Ну, знаете, вот у нас наша программа и вообще наше финансирование, оно у нас постоянно, оно как бы не такое, знаете, меняется. И если какие-то дополнительные деньги появляются, мы какие-то объекты, возможно, и включаем. Да. То есть это не говорится о том, что это догма. Потому что, знаете, вот, во-первых, вот в этом, например, году вдруг резко нам добавили денег. 300 почти с лишним миллионов, да. Соответственно, мы что-то попытались это. И я так думаю, что учитывая, что и ваше там решение есть судебное, да, о том, что нам надо осветить эту дорогу, возможно, там в какие-то года, если будут дополнительные деньги, мы, конечно, включим. Но просто вот сейчас, на 17-18 года, в
бюджете этих денег нет. Ну, мы уже на 17-18 год по устройству уже войти никак не можем. Пока нет. Пока нет. Но в течение года все возможно. Я вам говорю, мы же на каждой сессии Урала мы меняем, что-то Но вы включаем. вот эти населенные пункты как без района определяете? Почему Большая Речка, а не Кабанская? Да, это собственник дороги определяет. Нет, ну так Ну, все это равно было мы же решено там... когда уже? Это было решено тогда, когда в 2012 году мы делали план. Да. Мы же вашу дорогу приняли позже, а тогда мы в 2011 году, да, мы в декабре 2011 года этот план разработали, то есть они взяли районные центры и там, где ДТП была, ну, концентрация, и представили этот график в главе. Валерьевна, а если нам подготовим письмо там? У нас есть письмо, с финансированием занимается Минтранс, непосредственно я, да. У нас есть письмо ГКУ ряд регионов Татура, у меня есть ваши судебные решения. Я все знаю о вашей ситуации, по вашей дороге. Я просто вам говорю, что сейчас пока нет, но в течение года все возможно. Полосы отвода все-таки споры идут, что с региональщиками, что с федеральщиками. На каком расстоянии должны... От категории дороги зависит, 50 метров. Так, но с кем это, вот, где-то найти эту нормативную базу? Вот В они говорят, 257 законе прописано. В 257 законе прописано, на каких дорогах, какой категории, какая и полоса отвода сколько. Вы по уборке мусора? да, Не, это по пожарам. они же по утверждают- пожарам. Не, мы это по уборке, они утверждают, вот метр, все, ну как метр? Ну вот знаете, почему они так еще утверждают? В свое время мы же только в пределах собственности, да, можем делать, и они, скорее всего, отвели дорогу, ну, землю под дорогу только метр. Поэтому здесь тоже надо смотреть правоустанавливающий документ. Но это вам надо с ГКУ ряд регионов Татура, ну, напрямую, ну, либо с Южным Байкалом. Еще такой вопрос, вот, вообще качество дорог, ну, вы говорите, что гарантии, вот сейчас на Байкал-Дели там информация, наша дорога, МХЛУ, Сухая Заречье, ну, сам я ездил, ложат на снег, якобы какие-то добавки, ну, какие добавки, все равно зима, да, ну да, ладно, весной приедут, начнут опять, ну, гарантии, переделывать, а для людей-то это опять Нет, же вот неудобно. послушайте, вот мы вообще хотели сейчас по поводу Байкал-Дели, та информация, которая прошла, мы должны были сейчас подготовить, ну не мы, вернее, а подрядчик Коломейцев ТСК, должны были сейчас подготовить как раз ну, в виде дополнительной, что ли, информации. Почему они сейчас ложат нижний слой? Только для того, чтобы не кончить вам тот мост и то, что там осталось. Это просто черновой вариант на зиму. Он за счет собственных средств это делает. Только для зимы, что он ушел в зиму. Понимаете? Он все это, я вот не знаю, министр давал ему задание сделать, я вот не в курсе. Ну хорошо, ладно, а та дорога, которая идет по Кабанскому району, Прибайкальскому, часть в Волгу, что в прошлом году делали, да, вот эти 3 сантиметра сделали, через месяц все отлетает. Какие деньги? Вы имеете в виду федеральный? Да, да. Ой. Как здесь-то вот? Вот здесь я за федеральщиков вот не могу ответить, они вот сейчас мы ШМА сейчас применяем, да, а они усиленно МЛО применяют. Мы уже несколько раз по этому поводу как бы собирались, обсуждали, у нас тоже есть Люди же такие это вот все видят, вопросы, да. Месяц не Но- проходит, все отлетает. Но это уже не к нам, к сожалению. Мы вот федеральщикам, мы тоже им пытались. У нас вот Иван-Киевский район, особенно вот Улан-Удэ-Кяхтан, 0,30 километр, там вообще куча машин было, там есть исковые заявления, что люди стекла разбивали вот эти ВМО. Ну вот почему-то они так, знаете, усиленно почему-то эту технологию применяют. Вот сейчас Сотников, если вот вы видели, кладут. И ну вот это уже, это вам предлагаю, если с Южным Байкалом не получается, лучше просто в Татур сразу писать. Предлагаю написать. Мы писали дважды, и глава писал. Но вот нас как-то немножко, напряженные отношения с Южным. Вот скажем так, немножко мы не можем. Поэтому мы вам предлагаем вот именно по федеральным дорогам напрямую. Не хотите в Южный Байкал, пишите сразу в Росавтодор. У них тем более сайт очень такой хороший есть, там так спокойно заходишь и пишешь все свои жалобы. И, в общем-то, они так активно отвечают. Поэтому по федеральным я, к сожалению, вам не могу ничего сказать. Есть такая проблема. Ну, тот вопрос по публичным слушаниям, я минутку займусь, вернее, по общественности. Уже ли участок в Бакузинском районе, когда начинали, проектировали? Это какой? Бакузинский район.
участок подъезд к селу Лужил, от Петрова до Лужила, 6-километровый. Кстати, его введете? А? Вы введете? Да. Спасибо. Я сомневаюсь. Ну там нормально сейчас все идет, настроили, запинали, нормально Да, сейчас работает. Ну, конечно, они были, мы вот только что вызывали вашего. Но и вот, заговорили про то, что общественность, да, там ошибка-то была в чем изначально, что публичные слушания у нас проводятся формально. То есть написали протокол публичных слушаний, а на самом-то деле их. Как проводите-то вы? Я и говорю, вот эти вот ошибки просто. Ну это предшественники делали, просто формально. Поэтому там ситуация такая сложилась. Залезли на особо ценные. Ну я-то как раз хочу сказать, по Уржилу-то там не с публичными слушаниями связано, там связано именно с землей, с экологической экспертизой. Вот у меня вообще просьба какая, вы когда предполагаете, что у нас сейчас есть наши проектировщики, да, которые, в общем-то, я думаю, что они не требуют каких-то там затрат значительных, но земельщики, я имею в виду, хочу сказать. Вы когда предполагаете, что вот будете этот объект финансировать, да, в первую очередь разберитесь с землей. У нас все проблемы с землей. Как только мы начинаем, и почему-то у нас земля всегда выходит в конце, когда мы проект сделали, а у нас там, ой, а у нас, оказывается, это земли не сельхозназначения, а это земли особо ценные, а это у нас там собственник, вот как у вас получилось. И мы начинаем вот с этими землями бороться, и поэтому экологию не можем пройти. Да, у нас всегда проблема, конечно, с землей. Вот это, конечно, вообще это наша головная боль. Поэтому вот ваши земельщики, ну он сам, кстати, ваш председатель комитета, он признает, что это их была ошибка. Мы уже сколько с ним разбирались. Но вот как бы мне по земле хотелось бы, чтобы вы уже заранее, не ждя там, пока вот это все проедет, все, уже примерно знали по земле, чья земля. С землей, конечно, это очень длительный процесс. Если это особо ценный, да, вы знаете, это как переводить через Минприроды, а это только раз в квартал делается, это пока распоряжение. Особо ценный это вообще проблема с землями. Да, у нас сейчас, вот, к сожалению, с землями очень много проблем. Поэтому заранее, пожалуйста. Я глава многострадального Умского района, и у меня две вещи. Я не зря это слово сказал. Когда-то мы туда не обращали на это. Так я к вам никогда ехать не могу. Никогда не обращали раньше. Сейчас у нас есть дорога, она республиканского значения, да? Вот. И по ней как бы 200 с лишним километров катится весь груз из Иркутской области, Забайкальского края, Умского района и так далее. Ну ничего, пока где-то месяц, года как через 3-4, может быть, мы ее так, по моим, конечно, понятиям, не дороже. Первое, что я хотел сказать, это значение общественного совета, общественное. Я бывший председатель общественного совета, я серьезно говорю, по контролю за деятельностью местного самоуправления в Умском районе. И когда я сюда приехал, меня тут специально вызвали, я так понял, узнать вообще, какие у меня мысли, вообще, какие чаяния, деяния, да? Я приехал, говорю, меня что страшно интеллектуально. А как, чем это вызвано? Это вызвано, понимаете, положение на сегодняшний день, вызвано вообще чаянием народа, так жить нельзя. Теперь дальше о транспорте. Вот то, что я поддерживаю, в принципе, товарищи мои, да, что общественность должна присутствовать. Но не просто дилетанты, болтуны и крикуны, а действительно там должен быть дорожник, человек, который занимался, человек, который набил свои шишки и так далее, желательно опытный человек, уже в возрасте и так далее. Мы вот сейчас, извините, пожалуйста, сразу скажу, мы сейчас как раз вот в этих рекомендациях будем вам писать, что у вас же раньше, когда был Бурят Автодор, да, у всех же в районах были филиалы. То есть все равно же старые дорожники остались, они есть. И вот мы хотим как раз, чтобы в ваших общественных советах были не те люди, которые ничего не понимают, а вот именно те, которые старые дорожники, может быть, они еще работают, я не знаю, где-то в подрядах, а может быть, они уже на пенсии, но как раз вот именно дорожники, которые что будут. И второе, у нас очень стоит острый вопрос, стоит у нас в Северобайкальском районе, в Северобайкальске и Муйском районе по переходе наших районов в юрисдикцию Иркутской области. Объясняю, почему. Не от того, что мы такие умные, там, сверхумные и прочее. Потому что мы сегодня выехать, вылететь не можем. Я господину Наговицыну говорю, нельзя так, понимаете, у нас загнали такие условия, что сегодня люди, которые хотят поехать в отпуск или в больницу, или еще куда-то, мы невозможно. Дальше мы не можем ни угля завести, ничего, понимаете, из республики невозможно. Мне сейчас говорят, вы ссылки берите еще где-то. Я когда посчитал, это втройне больше мне выйдет, чем ее привезти из Красноярского края. Так, ну ладно, про беды я сказал вам, да? И сегодня билет стоит, значит, вот, из Таксимова в Улан-Удэ
Вместо обычных 6,5 тысяч, вот стоит 12 Знаете, 300. да. Понимаете? Я вот на планерке, у нас планерки каждый день у министра Это приходит, и унижение. каждый день у нас вот этот вопрос, ваш министр, каждый день с нашим отделом воздушно-водного На транспорта, мой взгляд, это проблемы. унижение. Понимаете? Нет, я хочу сказать, что наше министерство пытается что-то сделать. Вот честное слово, говорю, у нас планерка практически начинается всегда с вашей стоимости, ваших Самое билетов. интересное, еще раз повторяю, вот 2 недели назад, мы же не можем часто летать сюда, да? Да. Я пользуюсь, я поэтому и встал, я бы так и не стал вставать. Суть в том, что когда я прилетел на самолете, который приземлился здесь, смотрю, мои эти земляки выскочили, я говорю, что там, волнуется. Да капает, я говорю, что капает? Подошел, там действительно капает, значит, акционный бензин из крыла, понимаете? Вот так нельзя. То есть нам подсовывают то, а самолет летит в Якутск, значит, Таксимо, Иркутск, потом в Улан-Удэ и потом Чита, понимаете? Я так понял, что когда я на борту посмотрел Псков авиа, либо его в аренду взяли, либо, я не знаю, от стоянки где-то, либо просто нам, что там брать, понимаете, толкнули, да и все. Ну, вот вот примерно так, как пока гром не грянул. Теперь о дорогах, что я хотел сказать. Я вот привез письмо, вот оно здесь. Я пользуюсь тем, что вы какую-то большую должность здесь занимаете. Я думаю, что вы наверняка нашему северному району как-то тоже посочувствуете. Поселок Таксимо вернулась организация, она у нас зарегистрирована. Генеральный директор, который я занимался реконструкцией олимпийских объектов, строительством в городе Москва. Я знаю ферму. В Сочи. Ферму. А? Ферму? Нет. Это Куликов. Ну, они вместе с ним работают. Да, он приезжал, мы с ним знакомились. Виталий, очень грамотный, значит, среднего возраста человек. Его когда-то отец был начальник ОСП, мать начальник ПТО. То есть грамотный. Он привез сюда, сосредоточил у нас 90 единиц, значит, дорожной техники. На сегодняшний день он в подряде по второму Бамовскому пути. Я, конечно, воспользовался этим, пригласил Виталий Васильевич, садись, давай побеседуем. Мне скоро предстоит в город Улан-Удэ поездка. Я говорю, ты как вообще смотришь на участие твое в реконструкции? Кстати, у него еще с тех времен карьер щебеночный, у него в собственности. Он вырабатывает там щебень и так далее. Ну вот я такое письмо написал, что значит, в Мульский район пришла я работать на строительстве второго железнодорожного пути в СЖД. РЭМ, организация, которая ранее работала на строительстве олимпийских объектов в городе Сочи, имеет большой потенциал строительной техники, кадров, материалов, может выполнять различные работы на нужд района, а именно строительство и ремонт жилья, второй вопрос строительство и реконструкция автомобильной дороги. Я имею в виду вот так, Таксимо, значит, вот Северомульск, пока вот этот участок. Вот у него дальше третий, производство щебня для строительных работ, для реконструкции автомобильных дорог. При встрече генеральный директор этого предприятия выразил желание работать на строительстве автомобильной дороги Северомульск-Таксимо. Если, конечно, мы его подтащим под это, да, ну, наверх. Значит, что я хочу сказать? Если что-то от вас зависит, конечно, я вам прошу. Вот на этой дороге мы реконструкцию сейчас только вот 270-275, да, Севербайкальский район Таксимо, там, где генподрядчик ТСК, ну, работают супчики там, я не знаю какие, которые должны были нам в этом году ввести объект, но, к сожалению, не ввели. Я как бы не объясняю, кто такие супчики, я их знаю. Да, я хочу вот вам сосредоточить внимание о том, что помогите. Сегодня нам вот так нужна эта дорога. Я понимаю, но 44-й закон для всех един. Выходим на торги, выигрываем объекты. Нет, вопрос, я понимаю это. Вот. А если вы говорите о том, чтобы, так как у вас там очень много сейчас на мостов делают, да, тоже генподрядчик ТСК, который своими собственными силами не может это делать, то есть он нанимает субподрядчиков. Если вы говорите о субподряде, то мы готовы вам помочь в этом вопросе. Но генподряд, я вам сразу говорю, 44. Я очень прошу, товарищ, который прилетел, грамотный, он главное местный там. Ну давайте я с Сергеем Викторовичем Коломейцем его сведу с генподрядчиком, и я думаю, что он поможет. Он сам заинтересован в хорошем субподрядчике. К сожалению, тот, который, видите, его так иркутяне, по-моему, они что-то там напортачили, я так понимаю. Они вот недавно, он реконструкцией занимается второй год, он в подряде там у них, да, я имею в виду, значит, железной дороги, вторых путей, да, и у него есть возможность нам помочь, действительно помочь. Не так, как ну вот я говорю, новых объектов в ближайшее время не будет. Все, что мы с вами вот проторговали в вашем районе, в Северобайкальском, это у нас почти там 6 или 7 объектов, да. В этом году вот мы дорогу 244-249 реконструируем. Сергей Юрьевич Козлов мы проезжали путь вместе. Да. Ну, и вот участок 207-275 ввели в этом. Пожалуйста, я на вашем уровне в министерстве будет сидеть, это для нас дорога жизни. Я вас услышу.
но ей очень хорошо пользуются путями, у которых огромные автомобили, и которые мучаются, там, проклинают все. Но есть Ну, дорогу мы с вами понимаем, если, извините, она 30 лет, ей никто не занимался, то она была не, да, она бесхозная, не попала в свое время поэтому, в проект. видите, Она как как бы Вячеслав технологическая дорога Владимирович, была при да. строительстве Байкало-Амурской И магистрали. у нас Здесь очень много дорожные было пути. проблем по этой дороге, Так поэтому никто не Вячеслав обращался. Владимирович нам, да, дал задание принять эту дорогу, мы ее приняли и пытаемся сейчас вот, если в соотношении брать, да, где-то 1/5 дорожного фонда вся уходит на эту дорогу. Мы сейчас живу там усиленно, но мы 35 хотим лет, мосты в сегодня первую есть, очередь мне, восстановить, потому что там, конечно, да, очень волнует. по несколько дней люди не могут даже проехать. В общем, вот такое письмо я привез в главе. Хотел встретиться с ним, не удалось. Тут именно сессия и так далее, более значимые вопросы есть. Вот такая обстановка у нас. А то, что у нас действительно, я говорю, вот по общественности я вам сказал, это нужно и важно. Не, ну хорошо, если Второе, я не если говорю о том, что возможность это будет, совсем вот плохо, я говорю о том, обязательно что помочь этому товарищу Сергею. надо все-таки таких людей, которые... Все, спасибо, до свидания. До свидания, когда вы со мной попрощаетесь. Спасибо большое, Валерий. Если что, звоните, приходите, мы всегда... Номер телефона 46 42 Так, у нас сейчас 11 Алсанов дала. 46 подожди немножко.